А могу, Одешу. Пропал совсем. Без своего высокого интеллекта скучновато. Ну, я просто зациклился на исламе в основном. В последнее время Handbook ей улыбился ислама, хадиш, абеш, düş, хидегдеш. Да. Sen придохлич, что противоречих и чешется, шокирующий наш арматик дакович. Ну, короче, свой канал создал там, продвигал этот канал, чтобы Да, сажима поедбали на скинь мне Виндоузе. ссылку. Фримен. Ссылки, я буду тоже заходить, слушать. Ну, эфиры там, иногда я только делаю, в основном закрепленные, пост-шоу. Ну, короче, не знаю, я как мог по полочкам все там разложил, все сходства с Пришли иудаизмом, ссылку. с христианством. Пицца, что ты написал нового? Расскажи нам. Что мы еще не знаем? Ну, не знаю, вот то, что у тебя в уме было, то, что я находил, то, что я делал посты, я это все Пармуту скидывал, он вроде бы почти все это озвучил. Взять там зарастритил сходство и слушайся и подчиняйся Богу, что Бог он тёршеги, Аль-Хадири цил истории, короче. Ну, в основном постишцини юкса и гикканте. Да, очень интересно будет. Пришли. Эфир с Цаерхом Гундацер, потому что у людей нету времени, мукхалвес, чтобы держать эфир целый день. Или даже На самом час-два. деле, и видаеми ислам амдеш хочи уже голол, и хадиш диш раз находить эти спорные или шокирующие хадисы, парматы, да, это рам. Я их в день где-то по 100 штук зачитывал. В моменте уже голова ловили, все, в прямом смысле, то есть тупеть ешь, сенсолность, салат адол, умкерчу, дадол, этим тупой умно заменить ешь, вот мудр, реально уже шизик ушли, все уже мигрень, что юлуш, юлдая, керан садя, жим дуешь, хадиш, и потом решил, короче, кроме ислама, вот, изучать и другие религии, там иудаизм, христианство. И я понял, что много чего в исламе не то, чтобы много чего. Вот весь Коран просто, все эти истории пророков просто вылезан из Библии, Торы, и некоторые моменты просто от себя добавлены. И то, как нам рассказывали про христианство, Глупый иудаизм, момент, да? да, да, но если ты возьмешь, к примеру, Библию или Коран, это как инь и янь, то есть в Библии там много чего, вот, ну, не нужно, логического там много чего, то есть в отличие от ислама, да, взять там истории разные, там, пророков, что Аллах говорит противоречий, там, в отличие от него там логика имеется в историях разных. В отличие от Корана, там есть Абсолютно, кроме этого. Да, Фримен, дерис хилхун парматин годеш. Это очень наоборот, приятно слышать. наоборот, мне нравится ему помогать, потому что он когда-то мне помог выйти из ислама. Я горжусь, что у нас есть такой человек, Парматин, Сайдалуштек Ислам, и дома Сара, и Хаджа Хашходичан, и самое главное, побольше очищаться. Да, достойный ответ. Молодец. Sürdeki olmasaydı nasıl oldu yaştım okşağı. Да, видел. Saat yemeği обсуждать, saat yemeği de an. Geçiyor keralanar.
Ну вот и Дьючварк, Фримен Дьючварк. Хорошая тема была, Да, я как он только изучал зашел, не религию. застал. Да, да, Фриман, ты можешь продолжить, интересно было. Да, вроде бы, не знаю, вот, продолжить Мадацика. Если у кого, может, там есть вопросы, связанные там. Я иудаизм, я и до сих пор еще изучаю, конечно, он очень огромный просто. Я иду, евреи, к примеру, Хелдагбе, Сол Адбин, там, Масих Чадьестун, чтобы все это изучить, а потом уже пройти подготовку, чтобы официально евреев Ларам, если не ошибаюсь, Израиль его. Бог Урбутига, полдуцельникам, а христианство очень легко. То, что я изучил, если есть вопросы, могу ответить, правда или нет. Там. Фриман, вопрос, только хуйга. وقاجا إنزا بيامر شيخ بوبوخشا إستور شويتسار سليم بيامر يحيى يعقوب إلياس اشتقوا بوختار بيوتقش أيوب وكيت حاجلا إشا إشتا إستوريش خل عدبتن بوتسار يدين سنة موسى وإلا مشتحا يو بيسات أدنا جنا حلوة نو أدين بيامر أدزوقر أجوكتش وبرديلة وإبراهيم بيامر أنو بديلة دوي صلوات دولتنا إن صلوات دولتنا إبراهيم بيامر سن محمدنا لوان بوخ إشتيوش دوتساري أدو حاجة تباخشي و أتع ريتوالي قاوديلة يمودو يمونستلا يهندو إشت عن خوك إدرياتنا. Насчет этого не знаю, ну и Ибрахим Убахта, ну, на самом деле он Авраам, то есть он не Ибрахим, он Авраам, библейский пророк, отец Измаила и, и Исаака, короче, вот бывает, вот говорят, вот, к примеру, вот возьмем, говорят, что почему это евреям были спосланы вот эти пророки, почему вот чеченцам, там, китайцам не отправляли и так далее, и так далее. Я не знаю, вот я над этим думал и нашел, вот можно сказать, если есть, короче, этому ответ, то я нашел только один ответ. Это вот пример, вот если там Бог отправил бы и чеченцам, и китайцам, вот 7 пророков, и каждый пророк, мы понимаем, что он пророчествовал бы одно и то же, но люди бы, как вот, искажали бы много чего, добавляли бы, и вот создавали бы очень огромное количество разных религий, говоря от одного Бога, и каждый вот пытался бы вот навязывать вот друг другу убийствами, там полная его жесть была бы, я думаю, говоря, нет, твой Бог это неправильный Бог, мой Бог правильный Бог. Вот, к примеру, вот посмотрите, что делают мусульмане. Они говорят, нет, твой Бог, например, твой дело, это ложные языческие дела. Твой Иисус, это вообще был пророком. Ваш Бог еврейский, это наш Аллах Бог. То есть всем говорят, вы не правы, вы не правы. Вот я думаю, вот на земле очень много религий было бы, и я думаю, вообще, а когда вот в одну страну или, не знаю, вот отправляют пророков, эта страна внутри себе держит историю и то, что сказал этот пророк, и записывает это. То есть так легче бывает. Вот. На самом деле, просто если взять, если люди спрашивают, почему христианский Бог отправлял только вот в одну страну этих пророков, то нужно изучить хотя бы элементарные вот вещи в христианстве, чтобы понять, почему это случилось. Посмотреть начало этого всего, когда Адама и Еву вот обманули, сатана обманул, искусил их там запретным плодом и так далее. То есть и после того, как создание вот Бога были обречены на смерть, то есть если смотреть
с точки зрения, у Яхвы есть закон, что грех есть смерть. То есть за грех он должен наказать смертью свое создание. А вот, к примеру, из-за того, что вот, ну, он говорит, очень сильно любил Адама и Еву, то есть своих созданий, что создал для них животных, растений разных, чтобы они дали им имена, то есть чтобы им, ну, можно сказать, было красиво в этой жизни. Но после того, как сатана искусил, и они стали грешными, он, чтобы не убить их, и не убить их потомство, вот все создание, что он создал, вот человечество, он решил вот отправлять для них пророков, чтобы те пророчествовали о Мессии. То есть каждый пророк, кто пророчествовал в христианстве о Мессии, все их пророчества сбылись на Иисусе. Но этого, потому что они ждали Мессию такого, как который пришел бы к ним в какой-то величественной форме, там, они до сих пор ждут такого Мессию, что он придет как царь, и этот царь вот поставит всех на колени, кроме евреев, все будут в этом мире подчиняться евреям, и все мы будем, короче, у них на побегушках. То есть этого ждут евреи, вот это их и религия, что придет Мессия, отстроит храм. А когда пришел вот Иисус из христианства, он, когда вот говорил, что отстроит храм за 3 дня, они подумали, что он какой-то там ложный, ну, короче, просто колдун какой-то там, что его нужно убить и так далее. То есть вот это все. То есть я хочу сказать, что вот этот Бог из-за того, что так сильно любил от своих отправлять пророков, чтобы те пророчествовали Иисусе. И чтобы тем самым они до его прихода также могли избавиться от грехов, он дал им, можно сказать, вот этот выбор стереть свои грехи через жертвоприношение животных, которые мы видим сейчас в исламе, Курбан Байрам называется. Они это взяли из иудаизма, из Торы, короче, от евреев, которые убивали животных, и их кровь, ну, и кровь этих животных, на них переходили грехи человека. То есть в исламе до сих пор это используют, они сами того не подозревая, зачем это они вообще делают. А потом... Я сейчас секунду закончу, брат. Потом Бог решил, короче, через этих пророков, что придет Мессия, и он, как говорится, один за всех, вот, заберет все грехи человечества, которые уверуют в единого Бога, то есть, и больше не нужно жертвоприношение делать, чтобы грехи стирались. И что он был? Быстро, окей. الله ملور سرشنا تعوقات والرس بحرمة سوازي تعا والله ملور ابن ميمون وات اورسيتو ليش كتش سوازي حتش سوازي واقعتش ديبا توشا قاعد دوشا باشتري لوكر короче Шеф, минута. Тысяч раз, понял? Какая нейтральная? Пусть туда могу зайти к нему, пусть он микрофон отключает, мне какая разница? Только с нетерпением, сейчас, прямо сейчас, я уже бросаю тебе информацию всем миром, который оскорбляет ислам. чего это, разобрать его. Чуали туез of чуака бегвер الستر وقت يخشور ده نيترالني جروب ين يفهموا تسويج وقش الله سرس كذا سرست سوا يا أبيزان جو حاجة دي الله Маймун Ньютон. Маймун? ها يا سر يخسانو مايمون أبيزان يا بحرمة تتلون تون بوست Ага. Это клетки чувствовали, да, нет площадь, говорю, что. Во, селхан предопределение, пармоту, селхан там чукресен видео, я говорю, что личку связываю, держан групп чувел, короче. Бог бабел, Бог. Чехуен туди до хайшанин чуе нанаксан вара на дебате. И Адер Бошtel, и два штат.
опять перевести, да, что Бог вот главный корень гербу Бог, что и умаден, что есть гербу, что хадишка и парата, хожаро, что иди духцу, иди Ша арбо ват баша Палестине, Спарца, Пакистан, минута, отца уша, короче. Арбо шей сотен, бу шентема бяхкен, а навал палца палби, что да, соц эстол нас тяцан, соц дит соц ослор, як нормально, як, короче, як охом, короче, да, я дирасом. Добр да. Бано хаше убо, шобар дитсен стак бо, моат арбо. Каде до кодиюцак. Hiç tadı şu Selvan, ilaççı, harstek düğüt, ladı hokas. Koran adek dat bu şork doy. Хейт организовать, ебать, ажал. Я боюсь, нейтральный выйди, не будет, и тебя никто будет. Какая разница мне вообще? Какая разница? И ты думаешь, что ты думаешь, я прячусь где-то? Давай сейчас организуй, прямо сейчас, куда угодно, я готов идти туда. خزر شو نسألك سلام دو تا قرآن تعدك داس دو سورة كهف بجواتا استوريوس خدري مساغلات استحشن مدرد عدو الشنا ها إيش داتس بارتسوه بوكو شك عدو يشلات جادوي سلام خارت دك دو شورك يتعبير دير يتعكراب العقدة قر يتعبيان نسبر يهم دو شنادات استعياز دو مي أبسالي سأل إيش ألدو تقع تكون خار الدات من أبسالي سالدو إشيك مدر دا الله إتلا تركتوه ملوي لوكي حكوا إيتاي هدو إيتا تيالو يشي هم دا А здесь овчу ахкас, удирдут. Овчу тажим бактю, водоруй. Овчу ахкас, тажим бактю, водоруй. Кучу парматиска связи веру. Çin uğrayın bu beş koçuban. Это на лохма вези, снимай. Вистушен auch Zuschauer dauern zum Wistler Wistrus Chualwi вот auch Zuschauer auch noch борда калюку жуа. Фримен, ты сможешь его осилить? Но я бы смог, но не хочу, потому что хочу, да, я расскажу, хочу просто, чтобы Хармат с ним подискутировал, чтобы у него контент был, чтобы можно выложить. Это где Мирсу даст цун каусал, еще просто лишний раз не спорить, чтобы доказательства, ома хирдош, видео, стрим хирдош, сейчас полностью, что мельют сказка на сейчас опровержение, а просто каусал, ничего не изменит это. Бах, и Оля хирду. Я лукай парм связывал, я не раз связывал. Ne hoço aga kanser txirişin ya itak siyetso vişo خارت ليشن جو изголосовалось, я уже Мари, он где-то бас, угрожаешь, сагмоват бас, он что, нормально, специально бас, угрожай мне, а я ла бас, бич, он угрожает, я бас, короче, чеченцы не угрожают, чеченцы делают бас, мы не арабы бас, чтобы, короче, воздух гонять, как вы третьего, а шуете, нормально есть с тобой разговаривать, нормально, короче, окей, или согласен, или не согласен, ах, короче, резвуша. Bak kaçtın Jalhan bak kaçtın tutun тundel метвалы. Тесак аккуратно, шуавер шيء. Я вижу, как грустно ходит Бах. Духуя, потитамя душуа, шуавер. شاشن ويست ليش أولادو ده بكرة كون أكورات نسوي شطاف هذا عيه شو أنت خوز عويد شتكي تمدات خوص نرمالنا ويست لا أنت خوص عوارون Лучше, как мы вчера слушали, вместе послушаем, давайте. Лучше адутерволя, он очить метхуалуй, короче, дебаты по индуайчуэ, на короче, амелда долда хату, so вайц амелда ула хаи, вайцунку элчи, и мух авокету верчи,
ودر دعوة كان دعوة 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 كان والدي ألغت هي درس كودا إيوه ودا دا يخشى جروب شوي قناة كراتش شاش بك إيش بنا أبرجاني شنا بوش بالي يترتو طلع يحاول نسبة حرمت شيء أمل ديتر ولا عدو إنك سنت أول شوي إيه تون يك نسترد عير شغل وتون نقدر ده حرمت خل شو ده وجا ويا ويورا جايتن شو ده حرمت وجايتة غير روتنا طلع شديتسكي نايم نستيوت شو شيء أرابسكي عدت ويزي شيء ولا هو صوش إير واحد شنو نسبة Ist efir ja zum Göttesig وزن Dagos, Wüstel Nevis, Palmat, Wüstel Wüstel. Sebel, Samel, der schon, die Buschen. بيسترل ده بيسترل Парматец, они связала, я зештон. И вот ли, Jo şey, Dagat diyestek Dagos, Chikrant ya hokka ist Boh, ist abis nicht der schon Wüstel шкунах. Сахабурхил дады дур. Говорит, что Дагос, пускай сами поговорят, продебютируют, и потом выложат. Люди сами оценят, осудят, короче, кто как поймет. هو دي بقى شو назначает сидишь Дуэль. дуэль Смит и Вессон 45-го калибра мечаву вот дуэль мечаву تسلا تعلم برميت على وارد يزرفون شوات ماك بتشوي إبش تلتان تايو قوتغيات سيرجم قميال دي دكتون إشي تجيس تلتان تسلا إبراهيم تا وزوا يوش دات يوورو يواتي ودا شمنا تا كميرش با وورو سقط دا يوش دات واه وور تواه تسلا إبراهيم إنسان قميال ده هو Qamadish, ashbush, любой что разъяснять. Qachul ve tajimul bort ve tulit. Hiç men de diyor pijama mayo şavul alsın. Hazır diyettirdi. Bergflow. Marshall. мечаву оппонент дайте мне томпо Слишком сейчас связывала. Слишком сейчас он контакт конечно. Ава, вы что лицен? Нервш им ждать, надоги чурюши. Это уже знак того, что засомневался в своей религии. И первую стадию любой бусул тага, еще надо куда умеки шаш бусул долчай наха. يعني مش حقدو درجة حد وكي دبش يدمو بيش بوت بيش خديك دمش تو بعدك دي تشي دوكي تشي то есть и стадии, и там стадии, и там это первая стадия отрицания гнева, потом уже последняя стадия, это принятие. Пока что нервничать большое, но да, молодец, же арох порвался. Emodu это групп чуяли, ерсоца, групп чуяли, цаши связывали Азербайджан, цасюли, Азербайджан, да грусть он уже дакая, да скоро шин цахар имел домом, деш, а дакая юсен доком, я связывал, аж короче, да, уже ойнаш был, ворок из Азюли. Самый цаяры доки, сейчас опять через бахт, что обычно ночью получше. По менталитету, по характеру, и что меч, цемекши. А зараз ты волгар, кевеги, немец волгар бусул. А тонкий дюч дал аличти хердата, ну, сандинчур ар вала, и сразу принять дахал хердата. Важно не то, что тебе рассказывают. Что тебе не рассказывают. Он цадючник дуй, и дуй. Он дючником хаздва дуть, а касва бусубора. Важно, что цадючник дуй. Цадюч долумну, что югуаккур волумду. Вот его он цадюч. А карнах и тюрнаш тяхит, хабохш бу. Видите?
خطة دي سنة عادي تشيات وول إسرائيلي وول أذربيجانات وين ألا تونش يا أخي تنخزن حما بحكيش تقدر وجه نكوتي مش تقدر ما دي كاجنة تقدر ودرجة راس يعني هو ما دار حديد Еще, Александр, забыл, как еще это видишь, умлели, че наоборот, дал волю моста хули. Артем Дыч, ты дала из-за того, что ты так относишься к нему, вот ты вот, будучи язычником или неверным, если у тебя отношения такие к людям, неуважительные, то Оля дала сохрути и что ли. То есть мелата нормально, адекватно дить, ажуез дагига, чи тунахпит, уез изал, югорти, югвиг уцариши, сектупе, ираве на хаздин дуал, пичбертаниц, Инстаграм, ТикТок, чо айгайта гойчи видеош, научные чудеса шибуш. Тунах бар, тунахпит, уез, оши запета, петиш, объясниться, да. Ортхар, буцуна, вайн мострелюха, буэр. خليفة خزريتي عديسنك Цун хэшчи цавэшчи халифон цэйта акватис. Пасхатчу шэла. غوريوختو بيجي ولدي باس Узудри бош бо чоклоца гейцо. Ислам дин модуар бохш. Шейгерт эдерч бюрезени. صديق مخزلو شغلو ديش باش يرقل صدقولو فوردهم نيس باخ جو نيس ألم دوي شا دوشتك خاستوشتك دلا وانا وصك بس ده سنة خلويز يا شوتشنج ديست خلي اشتلا دوت اتلتقرا تام موشنز سلغان الشيء قران دير مدرهم دعوة جناح بيتش بوش بوش ورشن قيتشنج بيتش بوت بوش بارمتك دات شيك دوش لاتشا از بي واتو شيء تولك دات نو ووكينج ام اوبت ما وج زبيت سول ورتنج شو تخبري والله ايش دوت دوشن عمل نسال شيء بيتش بوت حزنان نشات حوچون نوات نما تخ بوخشه za iş düşnestek xabardı amel ba'da gachi olşun so unda selander so düç do sur son du deş edat oje dekçü dejendoy sura kaf deri ece orto istoriç madar da düş la çabar so ahpeç butsing dokundat işte mu admis xabar dit siglur da ter parmat eşe ta opete so tin diter so parmat tin abisnet der de kazat etalatar so prost на всякий случай информация залошек. Велишинса. Домол кокшу гамцевица селя. Чуца это ба. И تعرف لو وات صارت سو يقرا عليه شو خبر تعرف لو كيفويتا. ميمون Сама уж селя Ja, jasno, šēdik izležittin iutsudīcin pa umcar apsždāt mums un tā tei pušvāla hezun duidē dūč hāgāš. Šta mūha atviš hadlin humu. Tā onhal dīž raduk bakwa jāt, ителēt. Ну تعرف لو شنو اياتشن نجديت نيو этого да что خبر يوال غير شو ماتس تنساني бесполезно да что дам что Loki uqtun svязя, Loki убахцу, гуляющую. Чувство группы, само хаку я с ней сам контакту, я этим голосовой. И шау, короче, первый этим голосовой, я субак, а сейчас так собрал. Окосон. Хаку я сам мичуал, виск туда-сюда, я звоню, а со связи, Allah, она ловит, что сока, короче, не это первый это. Вы просто не знаете людей, что есть такие люди, которые не боятся. Ты уже есть. Все. Битва продолжается. Я не знаю, куда выйти. Потому что в личке меня в личку кинули это то, что ты грязь говоришь. Я не знаю, передайте этому человеку, куда выйти. Я всегда готов. И мы скоро мы увидим. И скоро все увидят, кто кого куда посадит. Моим Создателем, Господом, Аллах, Раббуль Аламин, я его клянусь, который истива сделал на великом троне, клянусь ему.
Я не боюсь вас. Даже я мухи, может быть, больше боюсь, чем вы. Ничего вы не можете делать. Ничего. Потому что вы собрались люди, которые ничего не знают. Евреи, кафири, атеисты, русские, американцы, европейцы. Все вас поддерживают своими долларами. Вы это пособие получаете и сидите на телефон. И, конечно, вам приятно это зарабатывать, распространять свой чушь и распространять заблуждения. Все. Все, я взялся. Я только вас узнал, что, оказывается, вы грязные люди. Я взялся. И все. Пойдем. Куда идти, я всегда готов. Я не знаю, куда идти, меня только в личку скинь, я даже не в курсе, где ты это говоришь, потому что, к сожалению, наверное, они удалили, если ты на общем канале говоришь. Пока я не прочитал. Знаешь, никто никого не боится. И мы не можем оскорблять кого-то, как ты материшь и оскорбляешь. Ислам не разрешает. Ислам не разрешает нам так делать. Альхамдулилlah. Потому что у нас разница между нами и вами, у нас есть ислам, а у вас нет его. Вы поклоняетесь долларам, вы поклоняетесь европейцам, американцам, евреям, и долларам. И те, которые мужчина на мужчине женится, таким вы поклоняетесь. Вы хотите, чтобы религия таких была возвышена. Идеология таких была возвышена на этой земле. А мы поклоняемся своим создателям и усердствуем для того, чтобы его религия была возвышена. Вы не получите покой. Только, слушай внимательно, только глупцы, умалишенный будет вам лайки вставлять. Только. Разумный человек, до которого дойдет мой голос, он поймет, что вы кто. Он поймет. Так что давайте, все. Я приду, я добавлюсь, я выйду на связь. И ты что думаешь, я прячусь где-то? Ты что? Ты думаешь, что я где-то прячусь? Что я тебя не могу выйти? К сожалению, не знаю, удаляю это сообщение, я не читаю. Поэтому я даже не знаю. А ты думаешь, что я трус там сижу и не могу выйти, и не могу поговорить и так далее. Ты просто меня не знаешь. Ты просто... Вокруг ты, может быть, до этого суфистами или салафитами, или малафитами, или шиитами, или я не знаю. С кем вы там, вы, ими и так далее. Я не знаю. Мне без разницы, с кем до этого воевали. Теперь вы. Я это человек, который того ислама, на который был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на который был Ибрахим, саллаллаху алейхи вассалям. Все. Настоящая битва начинается. У вас, конечно, упадет настроение. У вас, конечно, упадет доходы. У вас, конечно, будет ненавидеть. Короче. Настроение айру акира лурду бахку, короче. Кичуша герсту, война началась, бах. доллар шамац хочур должен ты доллар что мы бахса заналуш. Хахаш дал аргулком дурц. Кефирский панмац мала YouTube чухи, она кефирский телефон чухи, она Америка, надо дай бог, что мне успешно. Ищин и донат, челитрач, каждый голосует, что видео, я донат башуешь, му ищин таником я летас, ищин надежду, что das намекать чуешь, му ищин ялар сатюш. Из просто он знает, что Парма сейчас на хайпе сильно сумеет обсуждать. Оцанов чабучага просто так цолсен бойчага хитнас штвозишн антитеррор Парма толцно. Да, ойзе давака да тут больше цол иштамиштеш ашбу, то есть Юосе, чуака ногти чуака, мосумет твиш помогутом. Он подписчик шкез, а он был, потому что на себе подписать, это иштумшен. Иш подписать, иш льешь полагая, это хермодерцика. Иштумша, там, я дух доначка, да, хайшенсон. Да, просто лапишь мой, если чего. Это знало, что подписчик шкезик был. Формат эти связывают, что духу до просмотра шхолцен, вишь кезик гюцен дой, а он связывал алхалча, дух холцен штат, арбловой маймун, цен. Итак, Арматин дал ума, да, доказать, да, просто чую, болтать видео, я хочу коса, чую. Секта, что вообще и тепело, мягкие животные, вообще шанс вариант видео, я قال تيتا خبر دي تماما يا جماعة حيقل دوشول إسلام دين دوشول تبو жизни и модатер предопределение إسلام دين يا ياتبو
Oto yerişiyor, ota geçin. Muir diye. Авойзер мой масана датин то литимери та бухта балба просто агурдук масана та бухта балини просто камялыч просто словерби имада масана дахича пармоту шадо он бух балбу а та бухта баличу уже просто разговор мой Да идут уера аллах предопределение там то целый эти целый до истории خدري موسى خلل سورة كافشو إتلي вот это Шин шалилоште худин то перечислить мелдин дол динюк авача теченюк авача мабацо мичук авотак الله так думал الله так хотел пой تنمتو على خبر دي جوركنا واسطو LGBT, это лишь LGBT яца Европейчин Палестину юхай модацер. Из LGBT парачу ахислуш флагшес лидиш фуш. Стало чушь, за всех весь чаола. Ачувал, мелу уются, ушел так гваню кричует, а так хельмовизи. А عشان يوقع ميلو الشتاء قمير شديش شزين قيسة لوش أساسا هو تهو شلوم حاجة خد داخل. вот идок шадек Скорее всего, Сунинамос вообще бусу буалаца ветсун. Просто шел ил яц. Ил, любой мама дойшет ил баня, а? Он подумал так. Сам яца суна, внимание, обратите ее, что это лежал. И тут он зацепился за предопределение. Он чья отрицать предопределение, это вообще тупизм. Так, на меня точно обратят внимание. Да. Военхак Майдухдик уже это не секрет, что ислам это бизнес. Шей ахштокши, инзальхалга, завоевание и плюс бизнес сейчас это просто бизнес. И что он просто прикидываться, где шо ответственно, чтобы аудиторию гули. It's against that modulator. It's against the right scheme. Mitchell Ratty that Mojo we against that. I actually that Parma Talichin La Wistru, you got Haman is still it. That some kind Hunkoya, Honad, she had the new neighbors and hype that вообще secret is doing the same do. Секрет, что захочешь, формат WhatsApp, это серьезно дискуссиш. Sen контент серьезно, что просто грахас амел да еще, что но форматы, ему это нужнее контент и YouTube и манипуляции. Слушай, без Тома Бэйги, ищи мовейся гоушчушванок изначально. صحيح مسلم признавать лишь вот это сиза. Sunde as I hoqtualin و amel de uurstaat sunde boos format hawa kan nog steeds nu aan lusten. كشيفنا برتن وين احنا برتن يوخا تيسر يوخسال عواز واتا عينو تدا سدا ديتن متر قندا تريتيو يوخن لا تا يوتيوب ما شو بر بودكاست كيش برتن شيء يأجن شيء راس قيمات تأمين ده شيء راس قيمات ده شيء تاني شيء بدعجوهم شاشوت جات لي لعوس ويشوم شدوي Шей гуман его цена намного выше. И войны швац, ишный швейк хамазин, что вот такие твари к нам могут заходить и спокойно разговаривать среди мужчин настоящих. Гаргуются хор, гехкел арбу. Улявал хажа хармоваться. Чеченцев не боюсь. Он угроза, саговать, я не боюсь. Каждый мертв, моду дахуячи эра мадаску. Хочу обидуин, я не. Хочется и ан имелу Абу Маймун Вац и Пармати. Я сказал, личку связывал. Я не боюсь, баран, короче, ночью за собой зон боятся, дам дезон. ده مجدوس انه ميمون بو في ناخ تقيتا تامبو перевод يا اشخاص ميمل ده ابي يعني ده
Мы не угрожаем, мы делаем, как вы пустословие воздух не гоняет. Угрозы, это умело там. Реально обезьян, да, ну. Наган, боулершим, та бухтсабал, бешкас кшючу, хуй, это умел дють, чумал, тюшки, да. Руп вошту, шуял, это он из Аллах, та новый всех таил, лелгать заново, та Аллах, игилсан, та хайял чу, это ну 100%. Армас чуква сене, чуа уже 15 швармат, кайсын нахда. Центелек 2000 подписчиков, та подписчик умаяться. Гулошу, жим гулошу, Пармати бас, пармати эфирери сисалер, цундукту иқамал даши, маймун қамал даши, метту чуквасен, ю идахез меттхвалу идача, шател гую, ю цунга алгыр дуқеча, аhui итснагал, да, чуа, цундел меттхали шнер. موضع يا زيني بارمتي أبيزاني قمال داس بارمتوي أبو أبيزانوي داس تو قمال موضع يا زيني يطلب شو Если халиф голубой сисар шура решает, шура барфту до Россия تعيش لقشو قلبه الشورى مغادرتي تو يوسف هرشنير حيون دون أخشوا شو ينزلت هاي عورة Молитва была уже, не? Акчевай сагу. Когда будет намаз? Ровно 21:00 в Киеве. Давай намаз включай. Здороваться не учили тебя, это зачет. Шныр какой-то заходит сюда, да, как себе домой. Маршево, войнахи. Маршево, войнахи. Пора уже намаз делать. 21:00 в Киеве. Почему нет? Это... Шахматист. Шахматист. Мичабувай, дуэлянч. Тесла, когда... Концерты устраивают, где серьезные люди сидят. Не надо без концертов, давай, заходи, слушай. Если есть что-то, говори. Тесла команду собрал, не? Я собрал. Ждем. Давай, ты у нас капитан команды. Ты наш капитан команды. Давай. Мое дело тренер. Я играющий тренер, а ты капитан команды. Слышь, тут люди разговаривают, хватит, никому не смешно твои детские шутки тут. Да ладно. Что ты надо, а пошутить нельзя, что ли? У нас тема идет, ты залетаешь вот так, не здороваешься, ничего, у нас какой-то разговор идет. Ну, сперва послушай, может, что-то разговаривать. Очень извиняюсь, я просто думал, молитва начинается, я заскочил быстрее, это в 21:00. Думал, сейчас лауреата включат там патефоны. Все, я молчу, я очень сильно извиняюсь, молчу, больше не буду, исправлюсь. Да нет, без проблем, разговаривать можно, просто тут тема у нас. Я признаю, исправлюсь, все, замолкаю. Мичабовый оппонент, что будет? Мичабовый оппонент, то где-то у нас эти... Нормально, чудо, что не надо грубить. Люди заходят. Я услышал до Нахча, и он подал голос, думал, может, мне начинать молитву. Ну. До Нахчи, они тебе говорят, некорректно себя не веди, все нормально будет. Я понял. Я просто, Все, заканчиваем эту тему. О чем мы говорили, где мы прервались, чтобы оттуда дальше продолжить. Связи, кандидат, маймун убай. Асмбар миру выусош, нахца вахы, шокчу барош. Шенвеш, валвеш, а колнал таркамел дидо, конспос ума дуэр, я лиресам. Милу целует. Селхан хилла года личку связывали, Лире. Инопланетяне столичек.
Parma tot video عم عبس مش عارف زبان في روشة هي ما في ما يدرس على فيها. تسلا دور شكر أسامور نوز عربو واتر Більш такого, що істонець. ستالكر وعاري تنتيم интересный Азуди Исталгач, давайте предоставим им слово. Сумка, DRS Тесла, Маршал. Сумка, хум аурячатор. Хотел просто сказать, магний, да? Вы тут, ну, сидите, люди круглосуточно сидят, ёх нагрузка моей и на психику. Хазарису. Шаговый уж. Ёх нагрузка моей и на психику. Магний, да? Только в Европе, кто живет, вот, ну или же в России, в ампулах больше магний лишь, что психику устойчивый лучше против агрессии. Магнезиум, чья? Магний. Да, ну магний. Магнезиум, олсона, да. И малыш был хотя бы 3 месяца. Что дикишу? Нервный хультардаш. Постоянно милдиз, магнезиум, витамин В3, витамин D, куркума, креатин. Да. Креатин. Вот и гомшми. Тесла. Будешь законно. Тюрдат. И бакцагалит. И то яуз зайтами говорю, тюр. Это на любителя. Не забудьте хлебников закусить. Не забудь на одной ноге сделать 3 круга и плюнуть через правое плечо. Тесла и дуйлянч порох дауаш бумацо. Тянго. Сон, соходи, суди, тахави, она, короче, сейн, цана, Смит и Вессен, Веллен, Браунинг, Гилленпус. Сиду, жду, не знаю, свисток у меня. Шахматный где шахматный сахар, дон арчига дюхадой. Короче. Рама мигардерия, مسيتوزو اسم اوش هذا سوني تو حوزو ديزل. يتوخ على مجتاع تندرنك على يشلون توخ تشيستو تدونسو وركل ويلس. Нисбах Албуран. Воркал, Нисбах. Я еще пару слов, быстро скажу еще пару слов. Витамин В12, и когда его не хватает, кровь плохо погашает кислород, у человека психика нагружается. Вот, имейте это тоже в виду. Кстати, одно это витаминчик перебарщивает, модель, бесконтрольный прием витаминов может, поэтому там нужно аккуратно соблюдать, короче, что тебе нужно, да, я просто, смотреть, что тебе не нужно. Я просто думаю, тут люди сидят круглосуточно, кофе пьют, да, наверняка, вот, ну и психика такая изнуренная. Да. Самый дикник дат и дурник дат медийный нахбат цаниш баглот о дат медийный нагани кайд урни турда ой дурник дат ол ауздайт и самый дик вариант безболезненный. Так какой-то магические заклинания, видишь, у них хаузи был. А вот то есть ты круговыми движениями соль, короче, заговариваешь, и там, наверное, что-то из арсенала заклинаний Вуду Санна. Это мне помогало, но когда у меня сейчас появилась эта проблема, это мне не помогло. Вот. Ну, некоторые, знаете, что делают? Я попробую. Да. Знаете, что делают еще люди, ну, которые там с глаз поймали, да, прям сильно это ощущают на себе. Солью они купаются. То есть соль натирают на спину, на тело, вот, это, ну, позволяет это немного впитать в тело, вот, и потом смывают. В общем, вот это тоже практикуйте. Просто кучу аж постоянно помил, что аж на такие негативные темы, это тоже нелегко. Да, психика выходит, ну, из-под контроля. Вот, поэтому халмадейс. Да, кучу аж это ты просто слушаешь, а уходишь. Тебе это так бы не нагрузка, а вот хуже, и ковыряться в ТикТоке там, вот это действительно, а это ерунда действительно.
скажем так, абсолютно хашум маяти, мы все слушаем просто. Так что я не особо нас отвлекает от темы. Давайте вернемся к нашим баранам или верблюдам, как их там называют. И Абу Маймал Тянгауин. Позвать его? Парматуша, ты целоваться. Абу Маймуна. Давайте, дети, позовем его. Дедушка Мороз, выходи. Ты подарки нам привез. Исламские, конечно. يشتكي Маша هوشو مثلا Маймун. Маша. Har Дед Мороз, что агрессивно настроенный он, Тесла. Учил. Парма учил. А сейчас хочу поехать, Маймал, собордаш. Маймун, мы и не таких видали. Мы и не таких видали. Микрофон. А я еще мастере. Дай мастер микрофон. Пурум, кстати, Абаки, и Пурум, Дош, вот меня интересует, худутя, что он означает? Пурум. والله سخاسون اشتغل رخصة Пурум да вия, Пурум да. Что это значит? Пурбу Олсонов. Пурум дачун, сам микрофон, да, сума дачун, сам нага реплик. СМ, я тебя знаю, я буду тебя контролировать. Пурбу, разрешение. Это арабское? Да не, вы дождаться. Я не разрешил тебе Бог дать, Пурб даст он Бог. Не, Цундел, я чувствую, что разрешение у нас сам ты подаст. Пурум, да. Пурб Делина, ты мне дал разрешение на это, Бог, сыном духа. Понятно. Понятно. Пурб разрешение. Бог бар. Хочу да отношения с ним чуверую. Хотя и ланцусов. Пармату чау, смотри, пармату шу. Так, кто будет ругаться и нормально не вести дискуссию, а с того и рушим. Все, дискуссию, там чему бы. Я буду выполнять правила, несмотря ни на что. Парма, тажим разогретывает, меч дури разогретывает. Когда разогреть ебашек, давайте, я буду... короче, материал скидки. Все. Микрофон тайла, что-то чапик, бошлер и хис. Так, давайте тогда вы будете его разогревать, я буду судить. Тесла, это агрессивный, отключить вела. Сразу самый быстрый палец по эту сторону. Миллионами террорист, еще миллионами были террористы, голубой, арбой, тунцабах, бош, али, адиаласту. Дадилин ашвон, Парма, дадилин ашвон. Все, ждем. Не нарастает. Да, первый. Да, видишь, что Бурак у СМУ. Только Аузбилла. Бисмилля, ламазицы. Кого мы должны выставить? Самых лучших или середнячков, или свободных художников? Тесла, вистхало иштад, пурб дуо, да, вистхал меградерия, да, нормально хлеб. Хозяин Тесла. Я занимаю лишнее время. Да, дам вам говорить, что если что, я просто буду судить и вмешиваться. Все. Не волнуйтесь. Мы приложим
К чему готовимся? Курс ведите меня. Сегодня как Большое контрнаступление противника на Восточном фронте. Все, круговая оборона. Отряд обезьян. Все молчи. Маймун. Все молчи. Кавалерия. Говорят, только 2 человека. Все, понял. Да. Я и Леха. Все. Аллах вам помощь. Только не он. Брянская область, что делаешь, слышишь? Нет, мы готовимся к отражению атаки. То есть на нашей территории будет нападение. Они что, в открытую сказали, будут играть? Ну, Официально Омбут решил, там объявить виновцов, короче, очувалов, связи нас, ламы здесь шару, и пока ответит с одиннадцатым. Чувал шаки, чушаба, что я шорю, чувал. Гарри Поттер и палочками отстецинга. Волдеморду. Аладдин, курс бушига, бахцу. Ковер самолет. И кувшин и баджин чуаду. О, давай, он до зубов вооружен. А муха есть с ним? Из пещеры, который вылетает. Сухой. Заход бушига, ба. 3 клямня гладких и отполированных от многократного использования. Мол, кайтеш, и хавали, как раз таки, да. Вверх, прошу, он меня раздражает. Взбодриться немножко. Можно в концовку. Мотошек. Тун помощник, газами нас освязывали. Слушай, у него помощник есть. Чего себе уровень. Тут с помощниками ходят. Женщинам лучше покинуть чат, наверное. Чего ты связывали так? Изначально. Который камни таскает за ним, наверное. Нервным женщинам покинуть помещение. Да, чтобы в плен не взяли Тесла, наверное, женщины должны все уйти. Зама, мы вооружимся каблуками, кертахья. Заза, батюш, они нас кинут и убегут, понимаешь? И мы должны будем сами отбиваться. Поэтому со стороны будем. Третейский судья Волшмовицега, ну башты шмеваться. Побольше каблуков заберите. Ага. 4 уже есть. 2 у Замы, 2 у меня. Бурак, шесть, я Олеж. Сокуза умыли на вашей стороне. У них тоже, наверное, есть отбор. Не, единственное, у нас 2 мощные, мы больше чего не знаю, у кого что есть. Успеем, наверное, добежать до канадской границы. Мексиканская лучше. Аль-Бурак надо реактивно, турбореактивный. Поздно, Трамп закрыл границу. Все уже. Да, У нас гражданство есть, мы можем. Тогда лучше в Панаму. Лучше Колумбию. Тесла, это помощник Вацарицу, Алимов, охуевший ночи хорошо районе. Ну, конечно, секретарь был. Азербайджанецу. Юсуф ищет бахцу, азербайджанец, Юсуф стоишь. Ох, швейка, пармату гуи. Мой Молдова бог. И домасти. И чего хазли эрксон. Короче, как раз Да. Минут 20 شو ламыз да Просит Аллаха помочь ему в этих дебатах. Дебат, сейчас это батл будет кровавый.
Лубянка, добро шахуйтесь. Лубянка, добро Можно шахуйтесь. PDF-файлы, методички слубянские, да, с их сайта. Интернет медленный, не успевает. تسلا قياسك есть شوية العلمك شلون شين короче ديباتش مي لشيك هون يادين إبن هون يادين туда-сюда короче. И альбой бац, и раз кемат хушулер, что странных етишен, да, просто интересных етишен. Студент университета Патриса Лумумбы. Патрис Лумумбы. Аяло. Там все студенты выходили под грифом. Так. Что-то у меня терпение заканчивается. Ковер самолет за ним послать? Это Асун, хинс низ 30, масляшно. 19:30 связя уэр, хинс 20 минут. Чего очень ладу, аж мы были, да, третий, конечно, лица. Вообще, зачем ты дуэ, может, он вода там будет. Третий. حتى حياتية بيزانش. Это, короче, фактор неожиданности потерял его атака, поэтому он решил, что... Да. السيسر تسلا تنحوخ شبر بارمتيس افيريا بوش يوخا وين شبر حوخ هر اليال بوش خزيتهم خزيهم. Да. Ну да, у него, значит, подтанцовка еще есть у него, значит, из наших, да? Которые не наши. Тесла, иташуал хиллагуатер саарбу. تون ثاني سوازي دا ليزي أبيزان تو أبيسني تير مدرسون أدم شوقع بيت موات خير بات ساعة أبيزان دو يعرف خوات تزويسر ورقتون سوازي ولا دكتور أحمد ده نه يخلق العرب وات اللي هي فوتو دكتور تنت إنسا إخسان يا غواز مو أكو كمال دش شخص يلا خلنا نقول تنت إيوات ده شو ساقي عرب ور شكر أسام وريزة أيوة استعورت دقومش يوم شو سمين الدكتور أحمد بوش بتسلا إدوت جينيكولوج شو هذا جينيكولوجيسكي شو جينيكولوج بمعتز شو هذا كمال دش Да, запали чуть-чуть, да? По-моему, у меня дочка родилась боже. И вы? Вот, цветы, букет. А, все понятно. И доктор Мишель Духа. И верблюд экстременский рекламирует, я что какие они чистые, какие они прям боже. Да, и цаой, вычет, масса цаой, вычет, ши умеет чуваться, ши тапервас кому-то. Не, фильмигу. Но фармаки дебачило даются, что есть споры ученых, там, что в говне верблюда. И доктор. Сим цалибачный глаз, его хамид доктора книгу. Похоже, он струхнул. Не решил мне этот. Он еще отмывается от парма, тейтентон, нехшинти дая газетон дейвашер. Кечлуш харуду шейниш хагул беш хедик дешта. Балкигуш хару. Позахич чувак харолей. Потеряли. Что-то мне кажется, что не выдержишь очной ставки и испекся. Золотой теленок чадок дошен, понял, Шура Балаганов. Скомбриевич. Один манипулировать действует, مثلا حطان شو توالع خدي بعد شو شاف شو ده فقيرة بنزول. حاجة ليش بيتسوي تنسن شايف هو سوازي عوشة الأسئلة ليستون أسيت سوازي وقش أسيت هو سبارمة سوازي على صوتهم دكتور دواء بقى شوية شوري شايف بس ليه نية تنقل سوى تسع وده ليتين
عارف والله قالش صعب يعني عصا كاش شنو وقنا شو هذا يزش через час максимум я дирсер. Да, группируются. Значит, им братья сказали, не спорьте с ними, а отговорили. А групп шам заблокируют и на арку сразу. И речь Там чували, группы. Шушун. Ждем. Сейчас зайдет. Он лайк поставил. Микрофон включите ему, доктор Ихсан. Сейчас зайдет доктор Ихсан, я вышел. Хаму камел, мадимыш, по-братски, один разговаривайте и все. По поводу эфира, я садешь, кроется, чушун. Apis sumada madiestu kerču līdzi. Сюрма, ахтейтецу. Вимер, проверь наш Вот пример. он внизу, он зашел, он в самом низу стоит, короче. Все, включили. Ихсан, тебя включили. Собрал. Абу Ислам, вы? Не, ты правильно включил. Ихсан, он. Доктор Ихсан. Все. Хуалдисон, приветствую вас, доктор Ихсан, в чате Радио Маршо. Я Тесла буду судить, чтобы соблюдали правила. Так, скажите что-нибудь, чтобы мы знали, что вы на связи. Если вы понимаете по-русски. Если нет, то можно и по-английски. Так, таухид халато. Это, возможно, его прикрытие, бакап. Так, гамид. Включим всех. Не, молодежь шарит, тут бардак будет. Просто это доктор Ихсан, давай разговаривай. Мама Гумадас, давай, я контролирую. И Самый подкрепление быстрый, самый быстрый указательный палец по эту сторону Миссисипи. Успею, наверное. А что ты сделала? Так, Чемчавый, доктор Исхан, куда-то он делся. Весь сурсатский джамат. Асхалат винаешь, но без шамбат. يحيى شغلنا فاشي ايش سموش تاني سلام الله 100% بوصل ديستانس ويشو لوكاس بوصل كتير هاي وتر سلام قودياتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أما بعد. Сработает или нет? Здравствуйте, дорогие гости. Говорите. Только короткий вегуй. Say something. Доктор Ихсан, проснись и пой, ты в эфире. Методич какая реакция, я свободен. Конторы. И не загрузился. Да. Вот, зашел. Доктор Исхан, приветствую вас на площадке Маршо. Слышите вы меня? Прием. Сосна, я Альха. Доктор Ислам чую нашел. Уже он три раза эрвил. Лубянка разрешение не дает пока. По-видимому, да. Пока начальство не позвонит. Да, на волну. Он говорит, кнопка не нажимается у него. Включите ему этот микрофон. Да мы ее включили. Муху пускай. Соболев 10 раз отвечал. И не волнуйтесь, доктор Исхан, если палец дрожит, успокойтесь, вдохните и аккуратно нажмите. Короче, я засчитываю поражение за неявку. Может, ты один справишься, Мохаммед. Милори, Секунду, он мне голосовой скинул. Ему разблокируй, говорит. Он не нажимается, у него кнопка. Да мы не можем его кнопкой разблокировать. Сумма, Фусенко, Олон, не я.
Ай, да, Масур, что-то перло, что? Ой, да, сюда. Муху надо пускать, муху. Микрофон не работает, Мабахцу, этот. Слушай, у тебя вроде включен микрофон, ты сам должен нажимать на кнопку, у тебя в середине есть кнопка синяя, доктор Ихсан, слышишь? Нажимай на синюю кнопку, он включится, микрофон, и говори. Нажми на кнопку, получишь результат. И твоя мечта. На как нажимай? На кнопку, ну что же ты не рад? Дальше я не помню. Что свободишь, кайцалки идешь. Или больше не к чему стремиться. Во. Данкишон. То я забыл продолжение. Дайте мне томпо. Я тебя вскинул личку, куда надо нажать, чтобы звук включить. Маймал шамата и телефоном лило, да, объяснить, да, Ихсан? Подождите, что судить пришло. А ты подождите, что судить пришло. Может, у вас есть запасной игрок там, не обязательно, если он не может включиться, да, он даст свой, мы не можем ничего сделать. Где-то замены же у вас есть там, не знаю, если капитан, не младший лейтенант, если старший я лейтенант, тебе так что? скажу, они просто хотят, чтобы мы зашли к ним в чат. Просто отмазка, ну, что не включается у него, чтобы потом мы зашли к нему и там попиариться хочет. И в чем проблема? Заходите. Понятно. Нет, мы никуда не заходим, тут. Подождите, дайте, что отвечать буду я. Ждем. Есть кто-то, кто может заменить этого доктора? Короче, секунду, алло. Не танцуйте пока, слушайте. Кто здесь? Пьяных выгнать. Ona kalamburca yaş. Ayağı hiç yoğmuş sayıktaş. Sen burada işe o da demon. Saat üst toş ayağı değil. Так, всем молчать. Всем молчать. Так, Абу Ислам, ты у нас дебатер, да? Я говорю, в такой ситуации, как вы хотите общаться, все говорите, можно в настройках отключить всем микрофон, оставить 2-3 человека, которые будут модерировать с одной стороны, с другой стороны, например, и все. Так порядок. Абу Ислам, мы это как раз собираемся сделать, но для этого нам же диспутанты нужны, а ваши пока где они? Кто будет дебатировать? Ты мне назови, я остальных отключу. Где ваш лучший боец, игрок? Где он? Абу Ислам. Он спрашивает. Я слышу, терпение, проявите терпение. У старшего по званию. Вот-то связь бывает на России. Чуть подождите, сейчас зайдет доктор тоже. Выйдет через Телеграм, заново зайдет, перезагрузит Телеграм, если у него что-то там проблемы. Не моросите, бомцы, не? Ну, если не получается, просто перезайди в Телеграм, если не получится. Подожди, знание. Очисти кэш в Телеграме, можно кэш очистить в настройках, потом данные или хранилище, и очистить кэш, или перезагрузить телефон или интернет. Вот хотя бы вот кэш очисти и перезагрузи телефон. Ну, осторожней только, чтобы, когда выходишь, чтобы мокрым не был. Леха, ты слышишь? Слушаю. Возьми руль, я отвлекусь там на минут на 5. Дигду. Микрофон не включается, он говорит. Я ему сказал перезапустить, вроде он говорит, что уже перезапустил, не знаю, получается. Пускай выкинет телефон, другой возьмет и с другого. Хотя бы телефон перезагрузил. Выключите в звонке автоматическую функцию выключения микрофона. Из-за этого у него не работает
Его перезагрузить его канал полный. Госдеп. Все, дикая, слышу. Давайте перезапустим стрим. Я ему сказал, может какой-то баг, чтобы все заново. Канал Диах, молодцы, хотя нормально, юценится, ничего проблем, есть канал Диах, молодцы. Все остальные включаются без проблем там. И в его включают. Ламус, когда да, руку поднял, поднимает руку. Включите ему Без микрофон. оскорбления, пожалуйста. Без оскорбления. Да никто никого не оскорбляет. Включили ему. Заходят, всем включают. Диахсан, получается у тебя? Подожди, если он может поднять руку, он может нажимать на микрофон. Получает ее включить. Он просто врет или не знаю. Да. Зачем ему врать? Ну я не знаю. Моего. Но если не знаете, то терпение проявите, просто сабр делать, терпение. Руку молча сидите пока поднимает что. он, синяя рука включается, значит кнопка работает у него. Вежливо, серьезно, может у него реально не работает Собордеш, он же сам Вы ходит. серьезно думаете, что он вас позвал, чтобы здесь вас обмануть и делать вид, типа у него кнопка не работает? Мы видим, как у него поднимается рука, синяя, включается кнопка. Мы его включаем. Это у него проблемы. Вы не знаю, у меня лично к мусульману вообще доверия нету. Вообще никакого. Потому что тебе Стоп, Мадити, Собордеш, Мадулдеш, Базар, хочу Собордеш, не надо. Вообще доверия. Перезапустите эфир. Нет, эфир не нужно перезапускать, пусть он сам решит проблемы свои. Хоть через телефон другой зайдет. Он, не знаю, где-то в пустыне один находится, что ли. Рядом больше телефонов нету. Если он может нажать на вот эту кнопку внизу и попросить поднять руку, получается, он может включить также и микрофон, если эта кнопка у него работает. Админку дайте ему и все. Да, причем тут админка, если он не может ее включить? Кошелек с деньгами, номер от сейфа, да? Отключить от квартиры. Лама вез, человек. Не надо издеваться. Лама сдается. Видишь, Масу, заново, опять, тут ему лишь, подождите, сейчас он что-то решит. Издеваться Мадина, а я да. Доди Карсон, ой, что-то. Если кто может, напишите ему просто, чтобы он зашел в хранилище, данные очистил телеграмму и вот перезапустил телефон. Nafçı mat büyüçüyorlar. Kod ayını hür. Qahtna hadır. Qahtna ştat. Mat hüyükştoluz. Arbaşın. Diyorlar. Sen kvadrati o çoğun kelmir buşun beyat diyor. Вообще и бёршточ qahtna şalmaliyet diyorlar. И тут ты говоришь, сразу даяк дуй, это газ шамаэрил дуй. So, jetzt einer oder noch zu spät, تا حاجة شلون شيء تا هو تليجرام شو تا خلوي تودي عارفه تجعل يشتن يقدر جوته حلا ويبي عرمتين مستوى غيرش تودي عضبات شيء تغيرش كل يخيش شكل شتن عادات وتصل عيل مش وده دوقهم. Ойшан айт qahtna hadol qahtna пускай там сидят. Нисуа ло хавалвайт. Oyta mirabiyatan uyalvar yokoy işte. Sakın mirabiyatan üç yalvar yokoy. Haya et gerçeği et haya et. Siyet masiyet et. Ve şu. Gruş ve biş bu duyt ya bu alga biş duyt nahbol ne an. Dagayt. Oş miyal biş duyt. Som arbeid ir tas bogu doājumu pamatīns. Tā pēčkom na filum šācādi āvītan cāra humša rēči
اتنيخ شينخ بابات يا خيتو ويوم شوق دائم عن قيج قومك يا عقيت تعرف تحومش اللي يلش. Скажите ему, чтобы он не боялся на кнопку нажать, это не пейджер, не взорвется. Это еще неизвестно. И мегерем дари маймо телефон лило хамата да банану или там. Уважаемые, послушайте, сейчас мы голосили просто, чтобы проверить. Подожди, да, не говорите пока. Мы у себя голосовой открыли, чтобы проверить, кнопка работает. Мы тут круглые сутки говорим. Подожди, дай договорю, Армат. Он открыли голосовой, проверить, у него кнопка там работает. Возможно, здесь его как-то в черный список, может, кинули, он не нажимает. Да как что за тупые вещи ты говоришь? Человек зайти не может, если его в черный список кинули. Ему здесь ничего не сделали. Как разберется, пусть приходит. Мы тут круглые сутки тут сидим и разговариваем. Чат круглосуточный, чеченский чат. Никакие правила тут из-за того, что тут кто-то приходит, тем более ради араба, меняться не будут. Тем более. Нет, здесь получится, разберется, зайдет, поговорим. Не получится. Здесь. Как обычно, эфир продолжается. А тут арабов нету. Сейчас заработает у него, говорит. Сейчас заработает. Арабов нет, здесь под арабами, которые... Еще условия. Араб зайдет под араб. Да. Шейни вообще условия, шейни ахития, да, сока, и умстачу. Что я здесь и слушаю вас. Не, мы слушаем тебя. Договорились, что мы тебя выключили тут. Мы слушаем тебя. С чем пожаловал? Да. Всем пожаловал. Ребята, по одному. Все не говорите, да, слушай. Ребята, это Люки кто? Ваш или наш человек? Кто? Мне позвали Люки. Что я хотел сказать. Доктор Ихтан, свободайся минуты. Пармат, хой докторы вистрелишь, никто не лезьте, никто не вмешивайтесь. Вот интересный вопрос был, предопределение. Ты говорил, что этого нет, то, что Пармат говорит. Пармат тебе все разложил, исходя из ваших источников. Поясни нам, пожалуйста, где он был неправ. Везде был неправ. Сейчас подождите, уважайте сначала. Не лезьте в вопросы. Сначала определение дайте себя, вы кто. Или давайте вот это дебата, или это бой, или это война назовем сначала. Доктор, Вы смотри. Ты задал вопрос, кто вы. Здесь свободные чеченцы. У нас нет господ, у нас нет рабов. Мы свободные духом и разумом чеченцы. Ты пришел к свободным чеченцам. Дальше. Так называемые, слушайте, умные слова. Тут у кого на сегодняшний день нет господ, у него господин доллар является господом. Ха-ха-ха. Не является. Это у таких, как ты, является. Вас можно купить, вас можно продать. А здесь свободные ногчи. У нас нету господ, я тебе еще раз повторяю. Нас нельзя купить. Нас нельзя купить. Тебя можно купить, продать. Ты верблюд. Нас нельзя купить. Свободаешь иду. Я обезьян. Или была хадалина. Что значит доллар, господ? Объясни, пожалуйста. Вот смотри. Вот у меня нету никакого господина. И долларом я даже могу подтереться, когда иду в туалет. Вот настолько я его вообще презираю. Вот как у меня доллар, это мой господ. Объясни, я слушаю. Доллар или евро, когда ты подчиняешься своему господу, то есть когда у тебя есть господ, слушайте внимательно, не перебивайте. Объясняю, вопрос задали. Как так мы слушаем, не надо это повторять. Я слушаю тебя. Объясняй. Не лезь в формат, не лезь.
Вопрос такой, как доллар может стать господом? Ответ такой, Господь – это объект поклонения. Поклонение – это когда ты поклоняешься кому-то. А поклонение состоит из 7 вещей. Коран говорит. Давай я тебя остановлю Подожди. сразу, ты неправильно понял, давай я тебя сразу остановлю. Господ у нас нет, Господь, человек тебе представлялся, что мы чеченцы свободные, у нас нет Господ. Имеется в виду царь, халиф, правитель, которому все остальные подчиняются. Причем тут поклоняются и Господь. Не Господь, а господин. Ты чуть-чуть попутал. Я еще раз говорю. Я поклоняюсь Аллаху, который является мой Господь. Все, я не свободен человек. Слушайте внимательно. Те, которые учились в школе, они знают, что свободно это называется радикал. Называется свободный радикал. По химии это называется free radical. Любое вещество, которое... Слушайте внимательно. Дай я микрофон. Наука. Слушай, теперь. Слушай, Не перебивайте. Стопе. Не надо нам. Да буду я тебя перебивать. Закройся и слушай. Закройся и слушай. Формат, тебя же не перебивали. Ты вообще завали свою хлеборезку. Вообще не вякай там. Потара. Вообще не вякай. Я не буду тебя слушать. Мне не надо школьные уроки тут. Свободный, что значит радикал? Что за дичь ты там несешь? Не буду я тебя слушать. Да не буду я тебя слушать. Не буду я тебя слушать. Не буду я тебя слушать. Мне школьные программы тут читать не надо. Мы прекрасно понимаем и знаем, что значит свободный. Не тебе, рабу. Нам объяснять свободным что-то. Ты поняла или нет? Нет, не поняла? Ты потому Когда что... тебя не будет, тебя не будет тут слова, Дан. С тобой никто разговаривать не будет. Ты когда видел, чтобы раб объяснял свободному значение слова свободный? Ты с головой дружишь? Говори про предопределение. Завали хлеборезку и говори про предопределение. Слушай внимательно. Я говорил, что нету в исламе предопределения. Я тебе привел все хадисы. Слушай свой рот, закрой и слушай. Когда я закончу вопрос, тогда будешь говорить. Закрывай свою хлеборезку. Не буду я тебя слушать. Нет, не буду. Хлеборезку закрыл свою. Зачем хлеборезку закрыл? Слушай. Я тебе сейчас объясняю, зачем тебя позвал. Я же тебе отвечаю. Но ты, Ибн Маймун, рот не умеешь. Понимаешь? Рот закрой, я тебе объясняю, почему тебя позвали. Потому что я тебе объяснил про предопределение. Ты сел там и говоришь, что предопределения нету. Мальчик, если умер, попадает в рай. Покажи нам и назови имя хадиса, номер хадиса или номер аята, где мальчик, если молодой умер, он попадает в рай. Слушай. Вот отличный вопрос. Отличный вопрос. Сейчас тебе отвечу на этот вопрос. Ты умеешь сначала слушать внимательно. Ты же сначала, сейчас, только что. Как раз я человек, который учился. А вокруг тебя те, которые не учились. Да плевать, кто ты, эй, алло, плевать, кто ты, где ты был, что ты делал. Конкретный вопрос тебе поставлен. Не буду я слушать. Говорю свою хлеборезку. И слушаешь. Тебе дан четкий вопрос. Всем наплевать, кто ты. Рот закрой свой и слушай. Всем плевать, кто ты. Всем плевать, где ты учился. Всем плевать на это. Тебе поставлен вопрос, для чего тебя позвали. Ты спрашивал, для чего тебя позвали? Не бойся, ты спрашивал, для чего тебя позвали? Мальчик, не бойся. Я не ты буду спрашивал, для чего тебя позвали? Хлеборезку закрой и слушай. Ты спрашивал, ради чего тебя позвали? Какой ты нежненький стал в этой Европе, а? Слушай.
Ты вообще общаться не умеешь, что ли, Ибн Маймун? Ты спрашивал, почему тебя позвали? Спрашивал? Я отвечаю на твой вопрос. Ты задавал вопрос, зачем тебя позвали? Спрашивал ты? Тебе сказали, почему тебя позвали. Тебе конкретный вопрос поставили. Ты говорил, что если мальчик попадает в рай, какого хрена ты на это отвечаешь, где ты учился, что ты делал? Да насрать, где ты учился и что вообще ты такое. Отвечай на конкретно поставленный вопрос. Где, в каком хадисе, в каком аяте сказано, что если мальчик умер в молодости, попадет в рай? Отвечай на конкретный вопрос. Или с тобой, Ибн Маймун, я дальше диалог вести не буду. Мне насрать, где ты учился. Извиняюсь за выражение. Сахих аль-Бухари хадис передает, посланник Аллах сказал, дети мертвых, то есть те дети, которые умерли. Номер хадиса. Сейчас подожди. У кафиров, которые умерли, те, которые у кафиров умерли, Ибрахим, сейчас я скажу сначала хадис, Ибрахим, саллаллаху алейхи вассалям, ухаживает за теми детьми в раю, которые умерли у мушриков, несовершеннолетние дети. Сейчас подожди, вернемся. Сейчас тебя полностью скинет хадис, спрашивает, о посланник Аллах, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим передает, о посланник Аллах, это детей неверующих идолопоклонников. Посланник Аллах говорит, да. Посланник Аллах говорит, куллу маулудин юладу аля фитра, потому что каждый, хадис Сахих аль-Бухари 1385, Сахих Муслим 2658, каждый, куллу маулудин, слушайте внимательно, каждый рождающий, каждый ребенок рождается аля фитра на ислам. Что такое фитра? Фитра в Коране Аллах Азза ва Джалля говорит, что называется ад-дин аль-кайим, то есть ровный дин, то есть ислам. Фаабаваху, родители этого ребенка, юхаввиданихи ау юнассиранихи, сделают из него евдеем или христианом. Евдеем или христианом. То есть каждый ребенок, который родится на этом планете мусульманином, является по исламу, пока его воспитание не сделает его другим. Аллах Азза ва Джалля в Коране говорит, 2 сура 286. Не надо, все, стопэ. Я тебе задал простой вопрос. В каком хадисе сказано? Не надо, стопэ, мы все поняли. Номер хадиса повтори. Слушай, если ты не умеешь слушать, почему я говорю? Только что перед этим вопросом меня кто-то задал вопрос, задал и сказал, каким образом доллар может стать господом, объясни, а это был формат, вот это был ты. Алло, слушай, вообще на этот вопрос, тебе конкретный вопрос задали. Какой номер ты сказал, повтори. Слушай. Да завали свою помойку, завали свою помойку. Ты вообще не имеешь тормозов, что ли? Какой номер хадиса ты сказал? Ты сначала, это же ты был, который вопрос задал, объясни мне, как доллар... Номер хадиса я тебе простой конкретный вопрос задал. Что ребенок, если умер, попадает в рай. У тебя что, шизофрения? Или у тебя что вообще? Ты даже забываешь свой вопрос. Ты же мне задал вопрос, только что ты задал вопрос, объясни, как доллар может стать моим господом. Я когда говорю, объясняю, ты говоришь, нет, давай другой вопрос. Если ты не умеешь слушать... Ибн Маймун, я тебе конкретный вопрос задал, мне не интересно доллар, не доллар. Какой хадис, номер, где что, если ребенок... Формат. Разумка что? И вы, я вообще, молодец. Вообще, ты слышишь, обезьяна? Ты слышишь вообще, обезьяна? Тупая. Алло. Тупая обезьяна. Макака. Чуть-чуть приземлись. Спустись с дерева, пожалуйста. Номер, а ты сказал в своем ответе. Да вообще плевать, закройте микрофон. Пошла вон отсюда.
Паш, весь ответ тебе видео дан. Давай иди отсюда. Еще раз, ты еще тут условия будешь ставить. Не умеешь следить за своим хлеборезкой вот этой, а не ртом. У тебя не рот, а хлеборезка простая. Ты как, не знаю, как базарная бабка не можешь остановиться. Если ты не можешь контролировать свою вот хлеборезку, и мы тебе будем ее контролировать, поняла? Тебе конкретный вопрос задали. Ты в своем эфире, я не знаю, почему тебя вообще отсюда люди позвали. Зачем, какого хрена вы эту обезьяну позвали? Я же вам в эфире ответьте ему, видео сказал, даже видео его не кидать мне. Какого хрена вы ему написали? Еще мне пишете, он пришел на... Да это самая настоящая обезьяна. Как с ним вообще разговаривать? Все ответы ему даны... Свободнее. Ему все ответы даны в видео. Если он говорит и приводит хадис, что мальчик, если умер, он попадает в рай, то у нас есть, что не попадает в Сахих Муслим. И получается противоречие. Там никаких проблем нету. Но слушать вот эти проповеди, мне это абсолютно неинтересно. Я это не буду делать. Вы же видели мой ответ. Настоящая обезьяна. Притом, я за 3 года такую тупую обезьяну не видел. Ушел, слава Богу. Продолжайте. И больше вообще не зовите ее. Увидите ее где-то, пошлите ее нахрен. Тупая обезьяна отошла от меня. Все. И доллар, у кого доллар, чтобы он знал. И почему вы берете, который вот хаджи по 10 тысяч долларов, аж не шумно, что еще бог цагалчи доллар. Сутях шмавату сумах, да? Доктор, а вы энергос, хиямашда, да? Вообще укса тушоч, та философство. А ты его ответ, самолет. А ты его ответ, самолет. Массу гуман шадал ответ, дел душу. Давай, тут запрем. Allah kuchur şeymiş Allah. من الهموم والغم والوباء والبلاء فاتحة И группа поддержки театр еще интуитивно арбочун мот хакдагушун тахер велширушун дат и газ мотом дат Арбо, я только зашел, что за... Соборды, очуар, махазерсон, абарде, har dollar diyoruz de, okladol, şu halifo dollarlar подают. Дикш доллар мах бабат. Давай, бедуина поклонник, шбат, церк эрдерас, şu бедуина поклонник şöyle dalgeliş, inokçi mat mabit, inokçi gıllık, ulluk, additi, seşe gomar, şda'wa, tikda'iş.
Ящик, поддержка Тагором, ногтю. Есть Поддержка по-русски, есть по-арабски. И Худыктор, я не понял, ему задают конкретный вопрос. Вот иду предопределение. Сур, аят, хала, номер. Будем разбирать. Георг, إناوس تعمل أرسل إناوس تقول تعمل شو كيقن واترشن يموري بلوك يوري نو أتنجا شو سب شنيشة شاهون عدن ثلاثة وقت بو شو شاشي Alo, Sabadeş, Oçua dolar düç, Ladoş her dolar düç. Вот, гейтл. Становится самой твердой валютой. Не раздумывая, меняют иностранные представители. 1 американский доллар на 65 полновесных советских копеек. Торги на валютных рынках этим утром вновь начались с укрепления рубля. Доллар и евро обновили свои минимумы с начала декабря. Средневзвешенный курс по данным на 11:30 утра составил примерно 52 рубля за доллар. Ну а евро потерял почти рубль и торгуется на отметке около 63,5. Рубль является самой сильной валютой в мире, поскольку очень здорово он укрепляется. Официальные курсы Центробанка на завтра: доллар 61,58, евро 65 рублей 7 копеек. Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Вот курсы валют, установленные Центробанком на завтра. Рубль еще подрос к доллару и евро. Что, в обменник все успели? В России с сегодняшнего дня меняется облик улиц. Больше на них не будет табло с курсами валют. Не самая красивая деталь пейзажа, который, тем не менее, все привыкли еще с 90-х годов. Доллар сейчас 72 рубля, евро 81,8. Введенные против России санкции не действуют. Стабильность финансов остается в поле внимания Владимира Путина. Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а в рублях. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Давление на нашу страну привело совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали его устроители. Курс рубля крепче, чем раньше, а новая схема оплаты за газ начинает действовать. Это все просто как апельсин. 6 с нулем пошло, 7 с нулем пошло. Посчитайте, сколько это будет. Курс доллара на московской бирже поднялся до 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Это данные торгов в эти минуты сообщают. В августе рубль стал одной из самых слабейших валют мира, обогнав по темпам падения даже турецкую лиру. Платежный баланс страны отрицательный, то есть покупаем мы больше, чем продаем. Нефть растет в цене, но объемы продаж ее сильно снизились, и она не в силах поддержать национальную валюту, как и продажи в других секторах экономики. Вы вообще на Путина молиться должны. Отрицательный рост. وصحبه اجمعين امين بعيط. Sabırdaş, eto elak kazirishon. И хозяин очвал свободный тагмил хулбарцу. Доллары да кульба. Ю ала фармат, ю ала. Доллары раб кульба. Ha. Экстремист типа. Да. Sabır. И хазиришон. Физики, свободные радикалы. Понятие ютига. В физике есть свободные радикалы. Это молекул, свободные ядра, общаться между собой. Талибы в этом смысле. В этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Доллар, может. Представь, да, исламист вац и укавен, короче. Не исламистчик, что уже террорист думал, что ты делаешь? И бахтас фармат. Хая это что, да мы твоя юяхкач. Лаца дел экстремист бах, да, хозяин вот так. Представь? Хая? Интересно, улучшен. И то еще свободные радикали, сейчас свободные, али еще, он еще свободные.
доллар дуба кой. Haja доллар дуба. $10 diyor. 10 доллар diyor. Kefirski dollar işte. Karşıش mu Avrupa şirket kuatı şaş boşuyla liyşol. Ublut kşiyat. Sen modu kefirski Еврошдат ясидер чуду цар масана санохчо قوم байрaqi ясид бо итагуту يحاوري ديت يعني اتحبورش دو تاغن كل سياتيل это خليل كيف شدو سنستا عيش и группа поддержки ярк вой матбюч да тейч ду и да юлели кон да и адушон нахя чуду это نابد ما ليش نقدر но Алаудин желтые штаны, Алаудин синс хадоста дуэн, Алати Алаудин кюгрэ нашу ялдин ду, ламас карах, Маликч Аллах рутен. $1000, короче, царь хундуах али хаттер дайтиш кучуя нери ала той хаттер дайштин. И дархи дик хаттер дархи но. Но бухча нохчо Аллах уйцун га налички ят. Просто на земле у него налички нет, он может оттуда перечислить. Томсо он моденцо перечислить, томсо Дубаева он обналичит дин донши ахч. Сорт дуй багаратин. Почему, если вы доллару не поклоняетесь, когда люди в хадж едут с Кавказа, около $10 000 надо заплатить, чтобы в хадж поехать бедуинам? Объясни нам, пожалуйста. Ну, это будет следующий вопрос, или первый вопрос уже Подожди, зачем ерничать? Я простой вопрос задаю. Смотри, ты говоришь, что ты там веришь, Аллах, освобождаешь там минуту, Халиф, освободи. Знание, освобождаешь. Ты говоришь, что ты поклоняешься Аллаху, там весь такой святой, там нимб у тебя горит. Я тебе простой вопрос задаю. Почему бедуины берут деньги с людей, которые едут на хадж, и причем за эти камни, которые они там, шайтаны кидают, они тоже платные, их покупать надо. За сам хадж надо платить. Но если вы такие правильные, короче, почему вы с людей, тем более около $10 000 обходится хадж? Объясни нам, пожалуйста, свободным людям, которых ты не любишь. Отличный вопрос, объясняю. То, что бедуины там деньги берет, я против этого и никогда не был на хаджи. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Нам всем надо объединиться, освободить Макку. Да. Нам нужно взять хадж в свои руки. Нам нужно всех подняться всем и взять хадж в свои руки. Смотри, Ихсан, ты говоришь, нужно объединиться. Ну, Аллах же, он все может. Когда вот какое-то 70-е годы были, когда хадж Мекку захватили, не Мекку, а эту Каабу захватили, благодаря кефирскому спецназу ее освободили. Неужели нет мощи, силы у бедуинов, чтобы свои вопросы решить? Без вот этих свободных чеченцев, которые никому ничего не должны и не обязаны. У арабов, у бедуина нету никакая сила, никакое объединение, никакая дин нормально. Они не по пути ислама и не по пути Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пора им освободить и пора взять нам в руках. Только ты один, да, правильно? Только халифы у них. Не должен быть у них. Ислам не сказал, что у бедуинов будет халиф. Ислам не сказал, что у хирушитов будет халиф. Ислам не сказал. Сахих Бухари хадис передает посланник, Аллах говорит: «Аннасу янзуруна фи хаза ша'ни иля Курейш». Люди смотрят на Курейш, поэтому выберите из Курейш. Не говорит о том, что Аллах мне сказал, что вы должны выбрать. Здесь надо вам Доктор Ильяс, нас этими арабскими словами ты не возьмешь, понимаешь? Ты нормально говори. Слушайте внимательно. Если вы не... Слушайте.
Хадис Сахих Бухари. Подожди, надо одну минуту ставку делать. Вот то, что ты прочел хадис там, он что-то там говорил сейчас. Вот это арабы не понимают этого, что ли? Там что, мусульман нету, что ли, вообще? На этой теме я никогда не разговаривал с арабом. Арабам очень легкий жизнь. У них комфорт. У них Подожди. Ты уже там порядок навел и сюда пришел, да, как бы, чеченцев? Я в Аравии никогда не был. Никогда не был в Аравии. Никогда. В Дубае только был на несколько времени и все. Не был никогда в Аравии. Инсан, смотри, у меня вопрос к тебе. Лам ялид валам юлад. Сура Аль-Ихляс. Расшифруй. Это будет следующий вопрос. Или все-таки нельзя переходить? Вопрос. Лам ялид валам юлад. Лам ялид валам юлад. Лам ялид валам юлад. Лам ялид. Ялида, ялиду. Это когда что-то уходит от чего-то. Когда создается что-то от чего-то. Лам ялид. От личности Аллаха ничего не создан. От личности Аллаха не вышло ничего, не создан ничего. Валам юляд, и Аллах не создан из ничего. То есть, я тебе облегчу задачу. Он не родил и не был рожден. Я тебе облегчу задачу. Он не родил и не был рожден. Перевод это. Он не родил и не был рожден. Это всего лишь один смысловой перевод, недостаточен. Лам ялид. Лам ялид означает то, что от личности Аллаха ничего не уходит и ничего не создается. Создается. Значит, он ограничен. Но дайте мне ответить на вопрос. Все то, что создано, это создано из 4 вещей. Кроме 4 вещей ничего не существует. Первое – это материя, второе – это энергия, третье – это время, а четвертое – это место. Неправда. Ты все неправду сказал сейчас. Все то, например, ты что сказал есть неправда. такое? Материи не существует, есть пространство. Энергия, скажем так. Все состоит из энергии. Материя – это как бы нам хочется так говорить и думать, да, мы это называем материей, но на самом деле это энергия. Хорошо, теперь слушайте внимательно. Чуть-чуть время, подожди, время ты сказал. Время это мы придумали термин. Это старение клетки. Подожди секунду. Время это период старения клетки. Ты это прекрасно знаешь. Поэтому не надо накидывать пух, там какие-то слова говорить. Здесь люди далеко не глупые, мы все это прекрасно знаем, проходили и забыли. Доктор, мы тебе врать не дадим. Послушай секунду. Врать не надо, нормально говори. Почему я должен тебя слушать? Слушай, ты говоришь, материя не существует. Ты гонишь. Ты неправду говоришь. Ты мунафик. Ты реальный мунафик, понимаешь? Вот почему мы тебя не слушаем. Потому что ты не следуешь исламу, не следуешь сунне пророка. Ты не следуешь хадисам пророка, ты не следуешь Корану, ты мунафик. Рынок, слушайте, на рынке каждый... Слушай, один говорит, помидор возьмите, другой говорит, лук возьмите. Не превращайте себя в рынок. А? Даже удивляюсь, кто вам платит, какие глупцы вам платят вообще такими людьми? Как можно платить? Джаханнам ты попадешь. Ты говоришь, материя... Действительно, бардак стоят. Аккуратно, конечно. Ты говоришь, материя не существует. Эйнштейн говорит, modern physics, то есть современная физика говорит, quantum физика говорит, которые получили 8 человек Нобелевские премии за это 10 лет. Только в quantum physics. Я говорю, ты не веришь ни в Аллаха, ни его посланника. Я говорю, ты не веришь ни в Аллаха, ни его посланника, ни в его писание ты не веришь. Закон. Подожди, почему? То есть, почему ты это превращается в энергия превращается в материю. Тогда меня тебе слушать
Зачем ты это несешь? Для чего просто? Я не пойму. Человек говорит материи. Собордаешь, и тема, и... Ребята! И тема, вообще, зачем сюда физику, квантовую, просто, Ибрян, знаешь, получилось, он сейчас накинул там 4 вещи, состоит там из энергии, материи, время, еще что-то он назвал. Это в каком аяте сказано? Насчет того, что сура Аль-Ихлас, аят Касир. Ребята, вы нуждаетесь в порядке. Вы друг друга хотя бы уважаете, ладно, меня не уважаете. Да, порядок, я куда побуждаешь. Доктор Ирсан, давай на одном моменте сейчас остановимся. Тут 200 вопросов, что-то уж. Действительно, бардак, маешь, мечовано. Алло, 29-й, Хайкал, Хадайтан, мечовано. Доктор Ирсан, база, ответьте. Алло. Институт дружбы народов Патриса Лумумбы. Выпускники, алло, ответьте, где здесь? Куда делись? Массу давай, шивит, он цевитер, Ибраим. Все равно цервитер ваксом. Да, ладно, обезьянничать дашь. Там цап юпы послал, ой юпы послал. Баби чума дашь, он намного серьезнее выглядит. Доктор Исхан, подождите. Если кто-то отключит меня, все, я больше не зайду. Потому что вы даже друг друга... Я понял, никаких здесь знаний нету. И не будет, потому что... Подождите. Доктор Ислам, подождите, вы меня слышите? Я вернулся, сейчас я буду судить, я отключу всех, кроме вас и того человека, с которым с вами спорит. Так, кто с ним будет дискутировать? А вы до этого... Можно я спрошу у него кое-что? Так, ты собираешься полностью с ним дискутировать или просто один вопрос задать? Ну, если в ходе события получится, подискутирую, если не захочет, то... Хорошо, так. Так, Соборди, один уже вызвался. Так, Риман, ты задашь вопрос, то нам доктор Исан ответит, и сам тоже задаст вопрос. Я отвечаю. Так, доктор Исхан, вам сейчас зададут вопрос, а потом после вашего ответа вы сможете ему обратно задать. Остальных я сейчас отключу. Задавай свой вопрос. Риман, задавай. Ты опоздал, надо будет пораньше, потом вторым тогда пойдешь. Я бы хотел привести два аята из Корана. Один это 33:43, другой 33:56, где написано, что он тот, кто молится о вас, и его ангелы также молятся о вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим. Следующее это воистину Аллах и его ангелы молятся о пророке. О те, которые уверовали, молитесь о нем и приветствуйте миром. Я бы хотел задать вопрос, для чего Аллаху нужна молитва пророкам? Вот, хороший вопрос. Слушайте теперь внимательно ответ. Меня хорошо слышно? Да. Отлично. Видите, грамотный вопрос. Опять же, когда я скажу что-то, аят такой, на арабском это аят так звучит. Инна Аллаха ва малайкатуху юсаллуна аля набии, я юхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Это оригинал Коран. То, что вы перевод сделали, нету такой. Нету, клянусь Аллахом, в Коране нет, молитесь пророку. А в Коране есть саллу. Дуа попросите, то есть просите у Аллаха прощения для Мухаммада и благословения. Салат. Это когда салат на арабском, то означает просить у Аллаха благословения. А когда салат на ивритском, на иврит, то это означает определенная молитва. Теперь
Теперь смотрите. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Как нам понимать? Сахих аль-Бухари, хадис перед Китабу Салат. Сподвижники говорит: о посланник Аллаха, мы знаем, как тебе салам дать. Научи нас, как салат дать тебя. Посланник Аллах сказал: говорите: Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима. О Аллах, благослови Мухаммада так, как ты благословил Ибрахима, а его семейство. Получается так, что когда мы говорим, Аллах нам говорит: я юхалладина аману, о те, у кого иман есть. Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллуна аля наби. Аллах благословляет своего посланника, ангелы просят благословения для посланника, вы тоже просите у Аллаха прощения и благословения для посланника. Мы просим для посланника прощения и благословения. Вот это оригинал, как пророк сам объясняет. А вы на русском читаете, вот в том-то и проблема с вчерашнего дня, я вам кричу. Вас обманули в русский перевод, вас обманули английский перевод, вас обманули в перевода. Нет в Коране такого, чтобы Аллах сказал: молитесь пророку. Это есть обман. Вам, чтобы вы здесь образовали определенную группу против ислама, вам надо сначала знать оригинал ислам. Доктор Исхан, прервитесь на секунду. Прервитесь на секунду. Судья говорит, когда отвечаете на вопрос, перестаньте давать оценку вашему оппоненту. Он неграмотный, не знает того, третьего, пятого. Обсуждайте тему. Нет, дело в том, что Фриман Собордеса судить шла с лурдом. Дело в том, что если вы говорите, что люди не способны без этого материнского арабского языка все понимать, то вы этим херите весь ислам. То есть люди не могут поверить в него, не зная арабского. Значит, они не обязаны. То есть это ваша отмазка, что люди невозможно перевести, автоматически делает ислам непригодным для тех, кто не способен выучить арабский язык для понимания и вообще веры. То есть это религия арабов тогда получается. Подождите, сейчас вам Фриман задаст вопрос. Задайте ваш вопрос Фриману, или пусть Фриман откомментирует ваш ответ. Нет, слушай, судья. Нет, подождите. Вы ответили на вопрос, почти 2 минуты говорили. Дайте Фриману теперь прокомментировать ваш ответ. Я не сказал, я не ответил на вопрос. Не ответил на вопрос я. Я отвечаю дальше. Подождите, что вы 2 минуты говорили, отвечая на вопрос Фримана? Это не ответ. Это не ответ. А что вы ему отвечали? Как это? Я сужу ваши дебаты. Фриман задал вам вопрос по поводу Корана. Вы ответили, что он... Подожди. Подождите, давайте фокусироваться на нашей теме, не отвлекаться на ерунду. 20 секунд. Хорошо. Ты не ответил на вопрос Фримана, а 2 минуты что-то другое говорил. Хорошо, теперь ответь на вопрос Фримана, а потом он это прокомментирует. Ждем. Давай, 20 секунд. Я не говорю, что что-то другое. Вообще, кто вы такие? Я же не сказал, что-то другое говорить. Я говорю, кто мы такие или это? Я отвечал не до конца. Я засчитаю тебе поражение и выкину отсюда. Перестань на людей обсуждать. Мы обсуждаем ислам, идеологию, религию, а не людей. Хорошо, что у тебя это маленький канал есть. Еще раз. Представь, если вас мы дадим планете вам, что будет с вами? Доктор Исхан. Значит, ты проигрываешь. Поздравляю тебя. Видишь, ты не способен вести дискуссию. Тебя сразу одним вопросом задавили, как танк. Теперь я откомментирую то, что он сказал. На самом деле, когда я брал этот вопрос, как он говорит, что там написано «благословлять», это я знаю, в переводах Корана везде они пишут «благословлять»,
Но я спрашивал у арабов, все арабы говорят, что корень этого языка тюсали означает это молиться, а не благословлять. То есть сами арабы вот подтверждают, что там написано молиться, а не благословлять. Но нам на русский вот перевод сделали благословлять, чтобы у людей не было сомнений. Он не смог на него даже вообще близко ответить. Он что-то говорит на арабском, защищает ислам, сам вообще не понимает вообще арабский смысл многих арабских слов. Он, скорее всего, вот, говорит на современном арабском, как сами арабы говорят, вот, что у нас древний язык арабский. Даже мы, арабы, не все знаем этот язык, не нужно проходить через школы знаний и выучить древний арабский язык. То есть он основывается на просто современный арабский. Скорее всего, Пармоту он тоже говорил, что предопределений не бывает, нету, потому что он слово «аль-адар», скорее всего, вот, перевел по-другому, и вот слово «предопределение» он вообще исказил. Я все. Я не знаю, что спорить. Он всего лишь от одного вопроса посыпался. Только всего лишь один вопрос. Невозможно понять арабский, невозможно поверить в ислам. То есть все, там нечего больше ковырять. Даже сразу, он в истерику сразу впал. Моментально. Пара-тройка вопросов. Он хотел включить режим проповедника, как он среди дебилов делает. Это уже они научились. Зайти в среду дебилов, которые их слушают, вот так уши развесили полностью, чтобы им туда вот эти гарзнашуй, и вот так сидят, и он там может гонять вот эту вот пургу свою часами, да, бла-бла-бла-бла-бла, сюда прыгать, туда прыгать. И он хочет, чтобы здесь тоже, его вот этот помойки слушали. А тут такие эти штуки не проходят. Тут либо ты балабольство, и им тут на реальные вопросы тебе придется отвечать. И вот это то, что он сейчас Пургу здесь сказал, что «Салля» — это славить «Нохчемат яхич хествор». Значит, везде в Коране, когда говорится «Салят, салят, 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 хествор, хествор, хествор». И все, это, оказывается, ничего не значит. Римская салю, дукай. Салют римский, салют, Господа, можно сказать? О, алейкум ассалям. Это русский, брат. Господа, вы не я опять думали? всех вырубаю, аж канал Дойтер, да? Так, кто будет с ним дискутировать? Ты подожди. Давай. Кто первый вызовется, тому я дам дискутировать, остальных вырубаю. Кто будет с ним дискутировать? Господа, я хотел прокомментировать то, что вы сказали сейчас. Я хотел прокомментировать это. Вот то, что вы говорите «соллю». Вы говорите «соллю». Это означает вот это, да? Вы не думали о том, что у «соллю», как и у многих арабских слов, бывают разные значения. Они составляют в себе разные значения, а не только молитва. И вы посмотрите слова. Когда мы говорили, парень, ты же вторую часть этого вопроса слышал, ты тоже думаешь, что без арабского языка невозможно поверить в ислам? Без арабского языка, нет, это неправильно, что невозможно поверить в ислам. Арабский язык... Ты только что это завуалировал... Подожди. Ты сказал, что можно и без арабского, но ты только что сейчас говорил, что вы не понимаете, там не соло, там не соло. То есть нужно знать, что это за соло, мола, то есть знать арабский, получается. Ты определись, потому что эти два противоречащих утверждения одновременно. Давай русском каждый. Что два противоречащих утверждения. Если ты начинаешь говорить, что вот ты это неправильно понял, на арабском это такое, и как товарищ, который только что слился прямо в унитаз, ушел по этой трубе, вот он тоже сразу же сник, когда понял, что
говорить оппоненту, а ты не знаешь арабского, это автоматически означает, что без знания арабского ты не можешь поверить в ислам, ты не можешь быть мусульманином. То есть он моментально сам себе наносит выстрел, понимаешь, из 45-го калибра выносит себе мозг. То есть поражение. Я понял Поэтому вас. тебе тоже вопрос такой же. Когда посмотрим, как ты отвертишься. Можно без знания ислама поверить в ислам? Без знания арабского подправлю. Господа, смотрите, господа. Я отверчиваться не буду, я просто отвечу. Сура 2, аят 178. Послушайте, я отвечаю, опять предупреждение. Кому предупреждение? Не тебе, который сейчас ворвался в нашу дискуссию. Вот, господа, смотрите, вопрос такой, что в ислам, то есть это выглядит так, как будто бы в ислам невозможно поверить без арабского языка, потому что ты в арабском не разбираешься, ты не можешь этих всех тонкостей знать и так далее. Правильно вопрос я понял? Это не мы так сказали, это только что человек, который слился по трубе канализационной, уплыл куда-то, вот это он сказал, а ты сейчас тоже в завуалированной форме примерно это сказал, что соля это не соля, а что-то другое. То есть мы не знаем, что такое соля, отсюда мы не можем понять, правда это ислам или нет. Хорошо, господа, смотрите, есть разница в том, что без арабского языка нельзя понять ислам, и без правильного перевода с оригинала арабского неправильно поймешь ислам. Есть между этим разница, между двумя, то, что я сказал? Ты забыл третий вариант, Ибрахим, не переживай, ты забыл третий вариант, короче. Как мы узнаем, что перевод правильный или нет, не зная арабский? Все, есть множество людей грамотных, которые знают оригинал, носитель, которые могут объяснить. Это, знаете, вы, например, подожди, не спеши. То есть моя вера должна быть основана на каких-то людях, что вот я этому поверил, этому не поверил. То есть это, оказывается, правильный перевод. Но я не знаю, что он правильно перевел. Я просто сердцем почувствовал, как шариков, кошек, что этот человек правильно перевел. Это же не разговор. Смотря что ты подразумеваешь под верой. Если ты под верой подразумеваешь инструкцию, а почему бы и нет, чтобы тебе объяснили, люди перевели правильно. Вот ты медицину изучаешь, например, ты собираешься сдавать диссертацию какую-то. Тебе с английского языка, с разных университетов мировых люди должны это перевести. Либо ты сам должен этому научиться, чтобы правильно понять вообще многие труды мировые, правильно? Не согласен, подожди-ка. Объясняю тебе. Дело в том, что ты ссылаешься на точные науки, на доказательную науку. Медицина – это доказательная наука. То есть меня никто в аду не будет жечь за то, что я не то выучил. Ты также человек, который придет, доктор, там, вылечит человека от аппендицита там, или от воспаления легких, он доказывает действием, что он прав. То есть у него есть критерии истинности. То есть если я пойду куда-нибудь в Бразилию, и там буду лечиться, меня будут лечить точно так же и такими же таблетками, как и в Японии. И когда эти врачи соберутся на международный консилиум, они не будут утверждать совершенно разные вещи. То есть медицина на Земле одна, а вот религии на Земле 2500. То есть понимаешь, что именно 2500, потому что у них, как у медицины, подожди, дай договорить, как у медицины нету критерия истинности. То есть человек, который приходит, говорит, бла-бла-бла, Кришна сказал это, и другой человек, который приходит, бла-бла-бла, Мухаммед сказал это, они абсолютно в равных условиях. У тебя нету ни критерия истинности отличить. Вот если бы, например, человек, который приходил бы, говорил, а Мухаммед сказал бла-бла, а в Коране сказано вот это, и вот так на этот Коран зависал бы в воздухе, подтверждая сверхъестественность его утверждения, тогда да, у тебя были бы, как у поклонника Мухаммеда, доказательства. А так у тебя Коран висеть не будет, у святые Махарабата, у этого Кришна поклонника тоже висеть не будет. У вас вот это все бла-бла останется. И ваше бла-бла абсолютно на том же уровне, что и, скажем, не знаю, у индейцев, у острова Пасхи, полинезийцев, вот их вот то же самое. Это то же самое бла-бла, и также без доказательств. Не смей сравнивать ислам или любую какую-то религию с точными доказательными науками. Это разные вещи. Точные доказательные науки – это всего лишь плод разума человека, которые сменяются, из поколения в поколение сменяются, что-то новое изучают и постоянно корректируются и меняются. Это вся твоя точная наука. Да, Теперь давай. дальше. Да, хорошо, подожди, утверждение сделано. Точные науки с приходом новых данных меняются, так? Подожди, ислам с приходом новых
данных меняется? Не меняется. Хорошо, видишь, почему ты сравниваешь, подожди, почему ты тогда сравниваешь вещи, которые меняются, с вещами, которые меняются? Ну, потому что ты говоришь о точности одних и о неточности других. Да. Знаешь, почему они точные? Потому что с приходом новых данных пересматриваются. А у тебя никаких приходов новых данных нет. У тебя догма. Нет. Догма застывшая. Поэтому ты опять сравниваешь догму с наукой. Ислам это не наука. А исламские ученые, это на русском языке. Кстати, перевод у вас путает перевод, что в русском языке, к сожалению, вот этих исламских ученых, в кавычках, называют учеными. А везде в мире на английском их называют схоластами, скаларами, там, клерикалами. Подожди. Уважаемый, подожди, вот смотри, я очень не хочу... Нигде их ты хоть раз слышал, чтобы говорили Islamic scientist? Scientist, то есть ученый, зарезервирован учеными, а не за религиозными проповедниками. Твоя очередь. Во-первых, насчет медицины, вот точности, неточности, то, что ты сегодня считаешь точным, завтра уже не точное. Вот в этом основная проблема. А ислам остается непоколебимым, ислам остается неизменным. И в этом мы можем обосновать любому человеку, любому, который этому противится. Это первое. Нет, утверждение сделано, давай разбирать. Ислам остается неизменным, никто тебе на это не возражал. Священные списки, свитки, Далай-ламы тоже остаются неизменными. То есть, что ты этим хотел сказать? Роман этого Даниэля Дуфо, Робинзон Крузо, уже, по-моему, 400 лет назад написанный, или 350, он тоже остается неизменным. Что ты подразумеваешь под неизменностью? Потому что у тебя сверхъестественная, скажем, предъява. Да, ты предъявляешь сверхъестественные... сверхъестественные предъявы, заявы должны подтверждаться сверхъестественными доказательствами. То есть, если я говорю, что что ислам это правда, что Коран это слово Бога, то Коран должен что-то волшебное, невероятное, сверхнаучное сотворить. Прям он должен в воздухе зависнуть. Если я сделаю дуа Аллаху, или должен вылечить человека, или я не знаю, поднять меня на 3 метра, и чтобы я левитировал вместе с Кораном. То есть, еще раз, когда ты делаешь сверхъестественные предъявы, то ты должен людям доказывать это сверхъестественными доказательствами. А говорить, что это не изменяется, не знаю, роман этот Уилли Коллинза тоже не меняется, там, не знаю, индейские эти легенды Агичи Маниту тоже не меняется. Причем здесь смена чего-то служит каким-то доказательством. Не чего-то, это был всего лишь ответ на твою, то, что ты говорил, точность и неточность чего-то. Всего лишь ответ на это. Я сейчас не говорю тебе, что ислам это единственное, что не меняется, я там не говорил. Да, книга какая-то лежит, она не меняется, это правильно. Мы сейчас об этом не говорим. Мы сейчас говорим о точности ислама и о его неизменности, что в него не вмешивался никто, человек не может его изменить. Это от Господа ниспослано. Это первый момент. Да. Потом, смотри, сверхъестественно. Подождите, пожалуйста. И сверхъестественно. То, что ты говоришь сверхъестественно, это признак того, что это не от человека, это от Бога. То есть, я правильно понимаю? То есть, это ты считаешь, что это признак сверхъестественного, что это от Бога? Тесла. Да, если это не сверхъестественно, то как ты отличишь его от природного явления обычного? Все хорошо, согласен. Я тоже с этим согласен, что сверхъестественно это называется гайб, или это называется му'джиза в Коране, в исламе. Это было пророк, который приходил, это доказывал. Ты меня спросишь, а как ты сейчас это можешь доказать? Подожди, прервись здесь в этом месте. Это было, это всплыло, то есть так не работает. Это должно было быть онлайн и повторяться, чтобы каждый видел. Потому что тогда, если это когда-то было, у каких-то людей была возможность убедиться, что это правда. Но тогда у людей, которые живут сейчас, этой возможности лишили. Понимаешь? То есть несправедливость получается. Нет, это не несправедливость. Это я могу полностью, например, если мы сядем с тобой разговаривать, я могу тебе полностью объяснить, насколько это четко все сохранилось. И если есть более-менее искренность, если есть, это должно будет понятно быть, то, что я потом насчет этого мы все слушаем. Мы все слушаем. Хорошо. Расскажи им, короче. На это, не знаю.
Смотрите, это отдельно я расскажу. Это я не говорю, сейчас пуху не нагоняю, это отдельно я могу рассказать. Потом, вот смотрите, насчет сверхъестественности. Можно вот я коротко? Подожди, Брайан, вы не даете сказать, гостя. Хорошо, поговори. Не, буквально коротко, я просто... Ты с ним поговори сейчас. Поговори это. Не, просто по предыдущей теме, пока вы ушли, я просто хотел спросить, какой он говорит, что неизменно, какой неизменно, Хавса, Варша или другие вот эти 37 экземпляров, какой из них не изменился? 37 экземпляров чего? Можно поконкретнее? Коран. И прокомментируй, пожалуйста, сура Аш-Шуара, аят 195. Вот это тоже прокомментируй. Можешь процитировать? Я Коран наизусть не знаю. Собрешь, он проигнорировал вопрос Ибрагима. Подожди, вы видите, из вопроса в вопрос скачете. Да. Это как раз тебе дает время для маневров. Вот эти люди, когда заскакивают. Вот вам вопрос такой, смотрите. Я вот хотел Тесле вопрос задать, потому что у нас был последовательный диалог. Ладно, давайте дальше. Вопрос Тесла просто был. Можешь задать ему вот этот же вопрос, потом дальнейшее. Хорошо, не проблема. Тесла, вот такой вопрос. Является ли вера в Бога, твоя вера в Бога, она должна ли быть основана на доказательствах? Вера в Бога. Вот ты же верующие люди вообще, в Бога верите же, да, там по-своему как-то. Вот на каких-то доказательствах она должна для вас критическое мышление или убежденность, что это точно Бог сказал вам. Вот это важно для вас или нет? Что если Бог хочет, понимаешь, важно для меня или нет, должен решать Бог. То есть если Бог хочет, чтобы я знал о нем, то он мне сообщит каким-то способом. Если он не хочет, все правильно. Подожди, дай закончить. Если он не хочет, он не сообщит. Если ему это не важно, он не сообщит. Пока что, видишь, ничего нам не сообщили, кроме разговоров 2500 разных культов, которые сейчас есть, и примерно столько же было в известной нам человеческой истории, которые вымерли. То есть, понимаешь, я за Бога думать не могу. В отличие от исламистов, которые думают за Бога, там разговаривают, садятся на трон Аллаха, и вот Аллах решил это, дал то, прям вот так гладко, все. Я не знаю, что от меня хочет Бог, пока что со мной не связывались, и емайлы, и эти звонки мне не делали. Вот в первой части я с тобой согласен, я тоже, как и многие, на самом деле, мусульмане, не собираюсь додумывать за Бога. Мы не собираемся, и мы не делаем этого. Теперь вопрос другой. А оставил ли нас Бог, как ты считаешь, как вы говорите, или, может, предполагаете, мог ли Он нас оставить вообще просто, вот, чтобы мы сами додумывали о Нем? Это было бы справедливо с Его стороны? Да, он мог. Вот видишь, опять, когда я говорю, да, мог, я опять начинаю говорить за Бога. Вот именно. Я не могу говорить за Бога, мог или нет. Но я вижу одну картину, что на Земле 2500 культов и куча сумасшедших, поехавших лунатиков на этом деле. То есть, если я, ребята, Бог... к чему веду вообще? Я к чему веду? Какую религию хотел нам сообщить Бог, получается? То есть я опять-таки не в курсах получаюсь, понимаешь? Дело в том, что из поколений в поколение на протяжении многих тысяч человечества пока существовало, это передано цепочками передатчиков, одна и та же информация передавалась, одна и та же основа передавалась. Те люди, которые назывались пророками, они эту информацию оставляли среди своих народов. Даже если вы посмотрите в Веды, очень старая литература, Веды. Веды — это на самом деле то, что собрано из различных источников, которые остались от пророков. Даже там есть, вот представьте себе, там есть указание на то, что сказано в Коране, который был ниспослан спустя 5000 лет после Ведов. Представляете? И мы говорим, что мы основываемся, наша вера на Боге основывается на конкретных, ясных доказательствах. Мы как раз встречаем конкретное критическое мышление. Нам это очень важно, чтобы не просто следовать за каким-то муллой,
за каким-то ученым каким-то и так далее, с человеком. Нет. Нам очень, клянусь Аллахом, нам очень важно. Ты проповедничаешь, не проповедничай. Ну, хорошо. Является ли цепочка каких-то переданных знаний доказательством существования сверхъестественного именно вот такого Бога? То есть у тебя этого достаточно, да? Что что-то там, кто-то передал этому, потом тот передал этому. И вот эта цепочка передатчиков. Подожди, а такая же цепочка передатчиков есть у, не знаю, у буддистов, например. Вот у них ни у кого больше нету. Нету ни у кого больше. Как ты можешь утверждать? Ты что? У тебя 5000 лет Китаю, письменная история. Там это факты, исторические факты. Не-не-не, ты сейчас сочиняешь. Вообще, во-первых, на Земле очень много религий. Ребята, я изучал этот момент. Погоди, у тебя нет возможности за всю свою жизнь изучить из них глубоко даже несколько штук. То есть, понимаешь, это огромный пласт. То есть мы находимся просто... У тебя даже нет возможности... Твой Аллах лишил даже возможности людей узнать, какая правильная. То есть ты вот этим методом сравнения ты не можешь. У тебя просто нету. Человеческая жизнь для этого не приспособлена. Даже если ты... Давай тебе еще надо кушать, покупать, одежду. Там одежда не растет на деревьях, ее придумали кафиры. Тебе надо какую-то что-то кушать, содержать, где-то ложиться, спать. Там, не знаю, ты понимаешь, ты просто не можешь вот эти все культы перебрать и сослаться на какие-то эмпирические доказательства. То есть вот это там написано так, значит это так. Вот на этих спичках написано, например, что ты врешь, значит ты врешь. Или вот это не доказательство. Болтовня религии о самой себе, не абсолютно доказательства должны быть независимыми. В случае, если это обычное... Подожди. Если это обычное явление, связанное с нашей жизнью, где доказательства должны быть обычными. Но если предъява необычное, то есть сверхъестественное, то и доказательство должно быть такого уровня, понимаешь? И в этой Библии, кстати, это хорошо понимают. И в Коране тоже, потому что там Моисей реку из крови там разделяет море, там манну с небес. То есть он понимает, что ребятам надо сверхъестественное доказательство. Понимаешь? То есть они там даже не сомневаются в этом, что если представь, этот Моисей вместо того, чтобы воду из камня там ударом этого костыля выбить или манну с неба, говорит, ребята, там же есть какая-то цепочка, которая что-то там передал. И те, кивают, с голодными животами, очень веря в Бога, идут на боковую. Так это не работает. Для сверхъестественных утверждений нужны сверхъестественные доказательства. Если их нету, ничего сверхъестественного в твоей этой религии нету тогда. Это человеческий обман просто. Могу я с ним поговорить, там, хотел бы разрушить его ложь. Можешь по одному говорить, и я это прекращаю спорт. Сейчас я отвечу, коротко отвечу сейчас сначала, чтобы не было бардак. Потом задаст тебе вопрос. Хорошо, смотри. Вот вы даже говорите, ваш Аллах, но вы Господа называете Богом. Вообще Бог это был идол одно время. А Аллах, вот слово Аллах, его корень передается во всех писаниях. Это иврит, на иврите, древнеарамейский язык. Вы даже просто элементарно от того, что вы как судите, ваш Аллах, вы называете Аллах, там произошло аталлят и так далее, вы даже эти элементарных моментов, к сожалению, почему-то не изучили. Понимаете? Вы называете вам Господа, а Бог это идол был. Бог это был идол. Или God. Это тоже троица, God. Вы знаете, что God это троица. Вы изучали эти моменты? Мы изучали. Брат, на один вопрос ответить можешь. Какой Коран правильный? Варша или какой Хафса? Это не разные другие версии. 35. Я понял. Там разные тексты. Кто вам сказал, что это разные версии Корана? Вы понимаете, что разные версии, что такое? Что такое? Кто вам сказал, что это разная версия? Вот просто. Сейчас это далеко пойдет, долго говорить будем. Давай оставим это. Вот, к примеру, хотел бы спросить у тебя. Ты заявляешь так сильно, говоришь, Коран это, не знаю, хочет сказать нам, что это достоверная книга с большими передатчиками и так далее. В других этого нету.
Ну хорошо, ты когда-нибудь читал Библию? Читал очень коротко. Хорошо. Если бы ты читал Библию, ты бы понял, что вот просто Коран, он весь вылезан с Библии и частично Торы. Получается, Библия и Тора, которую никто толком нормально не передавал, там, хочешь сказать, просто люди сами себе придумали. То есть с этих двух, вот, можно сказать, течений сделали ислам. И ты сейчас говоришь, что вот у других нету передатчиков, тем самым хочешь там подметить то, что ислам это достоверность, а Тора, Таурат и Инджила, Евангелие, это недостоверное, хотя Аллах сам в Коране говорит, что вот его слово никто не изменит там и так далее, то есть получается слово Аллах это Евангелие и Тора. Получается, то, что вы говорите, утверждаете, что она искажена, получается, вы великий грех делаете, наговаривая на слово Аллаха. Если Аллах сам говорит в Коране, что его слово никто не сможет исказить. Отвечаю? Да. Первый момент. Ты говоришь, что вот это первое, то, что ты сказал. Коран слизан с Таурата, Инджиля, с Библии. Вопрос тебе встречный. Что для тебя понятие означает слизан? То, что там есть сходство в том, что говорится и там, и там. А это, кстати, я тоже сказал, что там есть сходство одинаково, основа одинаковая. Вот что для тебя слизан? Это один в один? Подожди. Вопрос задаешь. Подожди минутку. Ну, а почему нет? Это вести. Ты ему любой вопрос задаешь, он говорит, а ребята, что ты под этим подразумеваешь? Ребята, смотрите, я веду с вами культурно диалог достаточно. Вы тоже будьте добры. Вот смотрите, встречный вопрос, он очень важен в данный момент. Встречный вопрос важен в данный момент. Почему? Чтобы ответить на него, мне нужно понять, что имеет в виду человек. Отвечай на Лизан, что имеет в виду? Проблеме, акшен. Фриман, ответь ему на встречный вопрос. Я ему сказал, что означает слизан для тебя? Да. Что означает слизан для тебя? Хорошо. Слизан означает, вот вы же говорите, что Библия и Тора – это искаженная книга, хотя в Коране сам Аллах говорит, что никто не пойдет прямым путем, пока он не будет, если не ошибаюсь, основываться на Таурат и Инджилу. То есть и в другом говорится, что Таурат – это свет. И даже Аллах в Коране говорит, что он не расстроен, что христиане и евреи войдут в рай, и они этим не опечалят, и он их не опечалит. Я прошу прощения, Фриман. Вот на этот вопрос я тебе отвечу, я тебе другой вопрос задал. Этот вопрос я тебе отвечу сейчас. Я тебе же другой вопрос задал. Почему ты переводишь? Ну, ты не знаю, сказал... зачем ты в дурачка играешь, если ты так понимаешь, что вылизан означает, что просто переписан из других религий. Конкретный вопрос я тебе задал, конкретный, неужели непонятно? Я говорю, слизан, что означает? Это что-то одинаково, прям одинаково, или есть сходство? Есть в этом разница или нет для тебя? То, что вот ты говоришь, вот хитрые слова, вот сходство так не пройдет, потому что я хотел этим сказать, что я этим хотел сказать, что вы много чего взяли из Таурата и Инджили и написали это у себя в Коране. Вот, к примеру, хорошо, вот элементарно возьми Иисуса, вот Иса у вас. Если я у тебя, я даже спрашивать не буду у тебя, вот, вопрос задавать, и я знаю, что ты ответишь. Если бы я тебе, вот, к примеру, задал бы вопрос, там, является и Иса Богом, ты бы, конечно, сказал нет. Ну хорошо, тогда почему вот слово Иисуса, где он говорил, что богатому сложно пройти в рай, верблюду легче пройти там через игольную игушка, там вот такое вот слово есть, которое Иисус говорил, не Аллах. А Аллах берет вот эти его слова, и они в Коране, видите ли вы. Почему Аллах берет слова Иисуса
Если он всего лишь пророк. Все, говорю. Потому что Аллах – это тот, кто внушил Иисусу то, что он говорил. Аллах – это тот, кто внушил Иисусу то, что он говорил. А ты знаешь, что среди христиан огромное количество. Знаешь об этом? Так, подождите. Фриман, я передаю его другому спорщику, он дальше. И там в смысле... Подожди, у него дальше вопросы были. Подожди, ну у него же были вопросы дальше. Я его передаю, потому что этому человеку нужна логика. Если же мы хотим говорить про морали Корана, то надо показать на экране вот этот аят какой-нибудь и потребовать у него объяснения, почему так. Ну, ребята, подождите, это несерьезно. Вы взрослые мужики или вы вообще, сколько лет? Можно я тебе вопрос задам? Можно я тебе вопрос задам? Взрослый. Ты ни на один вопрос конкретно не ответил. Возможность задать вопрос, и ему задать вам. Проблема. Так, кто следующий хочет у него что-то спросить? Не ответил? Я быстро один короткий вопрос. Давайте так будем делать. Подождите, смотрите. Один, если не может задать вопрос, на который я не могу ответить. Подожди. Я решаю, как мы будем делать. Ты не решай, как мы будем. Ты у нас диспутант, как и тот, кто будет с тобой спорить. Нет, я не говорю, я решаю. Я не могу решать у вас. Я не могу решать. Я признаю это. Я имею в виду, что неужели мы будем делать так, что один сейчас мне вопрос задал, который я могу ответить. Нет, ты сейчас можешь задать вопрос. Да, ты сейчас можешь задать вопрос. Но, пожалуйста, режим проповедника отключи вообще. Совсем. То есть не проповедничай. Это не относится к теме. Если мы захотим проповедь, мы включим YouTube и послушаем там целый отряд этих шейхов. То есть давай, с тобой хочет поговорить Букча Нохчо. Согласен, что ты можешь задать ему вопрос или мне задать вопрос, а потом уже Букча Нохчо задаст тебе вопрос в отместку. Давайте, готов следующий вопрос, давайте. Хорошо, Букча, называй свой вопрос. Ты сейчас основываешься на концепции авраамических религий, там, ислама, христианства, иудаизма. И во всей этой концепции Бог создал человека и так далее, и все люди. И согласно хадису Мухаммада, пророка, когда он был с Айшей, пошли на похороны ребенка, Айша сказала, что поистине этот ребенок является невинным, и он будет воробушком в раю. И тогда Мухаммад ей говорит: неужели ты не знаешь, что Аллах создал обитателей рая и обитателей ада? И человек может совершать дела обитателей рая до тех пор, пока не приблизится на расстоянии локтя к краю и свершится предопределение, и он станет совершать дела обитателей ада и попадет в ад. И аналогично обратное. То есть получается... И дальше он говорит в этом хадисе то, что Аллах сотворил Адама, провел рукой по его спине, вытащил из него души обитателей ада, потом еще раз провел рукой и вытащил души обитателей рая. То есть это предопределение. Тогда получается, суд — это фикция. Все, отвечаю. Здесь сказано, все это достоверно, все есть. Здесь сказано про то, что человек не должен уповать, не должен полагаться или обольщаться своими делами. Как это может произойти? Чтобы человек, когда совершает... Не обольщаться делами, нет. Никаких дел там нет. Там конкретно есть... Нет, там есть про дела сказано. Неужели ты не знаешь, что Аллах создал души обитателей рая и души обитателей ада? То есть неважно, что ты делаешь, что ты не делаешь. Ты уже записан там или в ад, или в рай. Все понятно. Тогда суд для чего, я спрашиваю? Я задаю вопрос, для чего нужен суд? Пример привожу. Первый раз ты спросил, ты упомянул там дела. Когда сбудется, ты говоришь, предопределение, человек начинает совершать дела. Я суд спрашиваю. Суд для чего? Я же закончил мысль и сказал, вопрос заключается в следующем. Я тебе процитировал хадис, и я тебе сказал, в чем заключается смысл суда тогда? Все. Смысл суда заключается в том, что у человека есть воля. Вот то, что ты сейчас привел, ты неправильно интерпретировал. Я тебе пример приведу. Вот смотри, есть человек,
робот, например, человек создает робота какого-то, он наделяет этого робота различными способностями адаптироваться, анализировать, запоминать информацию и самостоятельно выбирать самостоятельно, Решение. принимать решения. Теперь дальше. И для того, чтобы ему вот это все вообще делать, анализировать, решать, существовать, двигаться, выбирать, ему нужна для этого энергия. Его нужно в розетку включить или батарейку, да, вставить, он начинает действовать. Теперь, если мы скажем, что человек создал вот этого робота, а он сам потом решил себя где-то в какой-то кислоте сплавить, мы можем сказать, что человек создал такого робота, который сам себя в кислоте сплавил. Можем же так сказать, правильно? Но при этом у него был выбор. Робот не может сам себя в кислоте сплавить, он робот, он делает то, что он запрограммирован. У него есть, это можно заложить все. Чего нет, робот, он делает то, что его запрограммировали. Я говорю про робота, которого можно заложить информацию, чтобы он самостоятельно принимал решение. Как специалист по роботам я вам разъясню, это моя профессия, что можно сделать. Да, робота можно запрограммировать, там есть такая штука, называется генератор случайности. На самом деле не случайность, то есть там берется какая-то цифра, она умножается, переумножается, делится, и потом выбирается этот конечный результат. Ну, это пример просто. Дай закончить. Но это не случайность. Это имитация, это псевдослучайность. Раз. А Бог, вообще-то говоря, ты сравниваешь его почему-то с человеком, который делает робота. Если человек там из-за каких-то миллиардов параметров этого генератора случайностей, он не будет знать точно, что он сделает, хотя это не случайность, опять-таки. Она запрограммирована. Генератор случайностей – это тоже программа. Она просто человек, слишком много вариантов, для него это кажется, это псевдослучайность. В отличие от человека, Бог точно знает, что ты будешь делать. И в момент, вот тебе он пытается до тебя это донести, и в момент того, когда он этого человека делает, Бог точно знает, как он поступит, точно. То есть он знает, что если он вот эту молекулу чуть-чуть сюда передвинет, то человек поступит так, чуть-чуть туда, вправо, человек поступит так, он точно знает, понимаешь, в отличие от человека, который делает робота, как ты говоришь, Бог знает, что он будет. То есть это означает, что он и ответственный за то, что делает этого человека, как создатель его выбора, как создатель его способа мышления, как создатель мира, в котором он находится, который на него влияет, на выборы этого человека. Там Бог в исламе полностью отвечает за человека. Там просто нету другого этого, не знаю, щелки или не знаю, обочины. Ты согласен с тем, что Бог полностью отвечает? Да, что у человека нету выбора на самом деле. Если Аллах Аззаваджаль знает насчет выбора человека, это сделает его ответственным за это, если он знает. Ты опять перепутал термин. Предопределение – это не знание будущего. Знание будущего называется по-русски… Подожди, дай закончить. Знание, я тебя немного обучу. Знание о будущем называется… Ты же не даешь мне закончить, постоянно сам говоришь. Почему ты мне не даешь закончить? Ты выдал тезис, что Аллах знает. Так нам нужно разобраться, потому что это ложь. Аллах не знает. Аллах так делает, предопределяет. Когда ты что-то знаешь о будущем, это по-русски называется предвидение. То есть ты предвидел, что такой-то человек так поступит. Но Аллах ничего не предвидевает, он делает, он предопределяет, то есть предписывает. Хорошо. Тебя. Теперь я жду от тебя какой-нибудь аят или хадис, где сказано, что Аллах предопределяет. Пожалуйста, в студию. Так он так и называется, Кадыр, предопределение. Хадис я привел только что. Когда с Аишей они пошли... Вообще-то, кто не уверовал в предопределение, его религия, она вообще не полная. Да, Субхана, вы просто так переводите, вы неужели понять-то не можете? Вы же просто так переводите предопределение. Секунду, дайте, пожалуйста. Атьемен, я не буду тебя сбивать, продолжай в этой теме с ним говорить. Я просто тебе подправлю. Короткий вопрос тебе. Короткий вопрос. Ты знаешь, что такое суд и зачем он делается? Зачем вот такую вещь, как суд, делается? В чем смысл суда? Можешь коротко это сформулировать, как грамотный человек? Смысл суда в том, чтобы каждому
как в Коране говорится, воздать по мере его деяний, согласно его деяниям, воздать. Хорошие деяния наградить, плохие деяния наказать. Подожди. Я не про суд в религиозном смысле. У нас есть светское понятие суд. Для чего делается суд? Люди придумали суд. Для чего? Для того, чтобы выявить виновника. Или наоборот, Хорошо, ответ принят, чтобы установить преступника. То есть делал он это преступление, совершил он это преступление или нет. Теперь тебе вопрос на засыпку. Зачем всезнающий Аллах делает суд, чтобы установить преступника? Все, понял. Потому что это является как довод для человека. Вот ты совершил что-то, тебе надо это обосновать, правильно? Потому что Господь справедливый. Вот Он тебе в судный день обоснует это, наглядно покажет. Да, это все прекрасно. Секунду, можно? Вот этот Бог сам создал этого человека именно таким образом, что он будет совершать те или иные действия. И без воли Аллаха не упадет даже листок с дерева. Есть такое в Коране. То есть на все воля Аллаха. Именно этот Аллах, этот Бог, согласно аурамической концепции, создает людей именно такими, какие они есть. Потом Он сам их создает и сам их отправляет или в ад, или в рай. Я спрашиваю тогда, какой смысл в этом Божьем суде, если этот изобретатель, этот создатель этих людей создает этих людей именно таким образом? Что непонятно? Нет, все понятно, я тебя понял, я тебе отвечаю. Смотри, вопрос такой. Вот смотри, я тебе отвечу вопросом, и потом я тебе до конца скажу. Посмотри, человек, мы с тобой предположим человека, который имеет выбор. Все, имеет выбор, сам все решает и так далее. Вот просто человек. Нет, потому что ты изначально неправильно говоришь. Мы говорим о Боге, который всемогущий, который всезнающий, который и так далее. Мы говорим об абсолюте. Этот абсолют создает плохих людей и хороших людей. Одних людей он изначально определяет в ад, других людей он изначально определяет в рай. Ну как неправда? Он же создает. Этот Бог создает этого человека, или Бог не создает человека? Все, что сказано, то, что Аллах создал наши деяния, Аллах создал его, по его воле падает лист. Это я тебе пытаюсь это объяснить. Я тебе говорю, у которого есть воля и все есть. Теперь он может вообще хоть что-то делать, если ему не дать на это энергию определенную, питание просто. Я почему про робота говорил? Без питания что-то может человек может делать. Ему нужно питание для этого. Вот это питание, это и есть могущество Аллаха, которое Он наделяет все мироздание. Не может мироздание без энергии. Ты не понимаешь то, что я тебя спрашиваю. Я тебе говорю, Бог, который создал людей именно такие, какие они есть. Бог их создал именно такими, какие они сейчас есть. Нет, тебя, меня и так далее. Согласно вашей концепции. Ислам такого не говорит, как ты говоришь. Ислам. Как ислам не говорит? Подожди. Это перевод вам так сказали. Мы оказывается, без знания этого арабского языка нельзя поверить в Аллаха и в ислам. Бинго! Нет. Про это мы уже сказали. Ребята, давайте детский сад. Давайте можно следующий. Только не задавайте вопросы. Видео доказательств. То есть показывайте аят, когда хотите с ним об аяте спорить, потому что он будет абсолютно согласен. В противном случае просто болтовня. Да, дело в том, что, ребята, смотрите, вот вы реально хотите истины. Если вы хотите истину просто, или вы мне даете 10% говорить, и вы говорите 90%, даже не слушаете. Время даже проповедовать. Не включай режим проповедника. Есть, понимаешь, когда говоришь, что вот только что то, что тебе сказал Букчо, там нету другого выхода. Понимаешь? Если Аллах кого-то... Вот как Аллах может создать человеку свободу воли?
Вот как? А как не может? А почему не может? А вот так Ну, он не представь, может, да, да? он создает ему в голове, допустим, давай так разберем, потому что ты, видимо, фундаментально либо не понимаешь, либо прикидываешь, что ты не понимаешь. Допустим, Аллах, вот его фабрика, понимаешь, на нем Аллах делает людей, предположим. Говорит. Вот он создает одного, когда он ему, не знаю, все болты закручивает, он знает, поскольку он всемогущий, понимаешь, ты не можешь ему это качество отнять. Он знает, что этот человек будет делать, он знает, что если он чуть-чуть довернет этот болт, то он там поступит вот так-то и попадет в ад. И чуть-чуть не довернет болт, то он вот так поступит так-то, попадет в рай. То есть он там решает. Допустим, он решил дать ему какое-то, не знаю, устройство в голову ему, как ты называешь его, свободой выбора. Но дело в том, что это устройство тоже делает Аллах и тоже чуть-чуть докручивает, перекручивает там что-то. Он знает, как всемогущий, он опять знает, как это устройство поступит. То есть знает, что, как оно поступит. Поэтому он тоже отвечает опять-таки за это устройство. Чтобы Аллах как бы судил людей, как ты говоришь, эти люди должны быть созданы каким-то другой сущностью, каким-то другим Богом. И вот этот Бог, он не должен знать, как поступят люди. И тогда вот это понятие этого суда, все это, короче, можно подогнать. Но тут у нас судит сам же вот этот, понимаешь, сам бракодел судит сам свое создание. Вот эту твою свободу воли. Подожди, давай вот тебе вопрос. Свободу воли человеческую Аллах создал? Смотри, кто из нас проповедует? Вот скажи, ты же проповедуешь конкретно? Нет, я могу тебе доказать это. Проповедовать означает какую-то концепцию религии тебе в голову впихивать. А я занимаюсь разоблачением твоей. Как я могу быть проповедником? Подожди, вопрос. Подожди. Ты меня спросил, дай тебе ответить. Вопрос тебе. Я тебе какую-то религию проповедую сейчас? Да. У тебя своя религия. У тебя религия неверия. Вот это вот. Ты как веришь, это твоя религия. Что такое religion? Тесла, перепал к моей. Перепал, Кешва. Я какую религию? Я тебе никакую религию сейчас не проповедовал. Я разоблачал твою. Опять-таки. Хорошо, ладно. Не проповедуй. Не проповедуй. Да. Оставил и рушил мой порядок. Как у человека есть такое устройство, которое ему Аллах вложил в голову, которое отвечает за свободу воли. Ты с этим согласен? Ты согласен, что Аллах создал это устройство, и Аллах знает, в момент, когда он ее создает, знает, как это устройство поступит. Согласен ты с этим? Ну, согласен, да. Да, о чем ты споришь? Зачем Аллаху судить собственное устройство, которое он сам же создал? О том, что ты, например, смотри, вот ты, например, исходя из поведения ребенка, ты сейчас понимаешь, что он может без куртки на улице выбежать в снег? Ты это понимаешь? Понимаешь, знаешь, но ты можешь его заставлять, ты знаешь, что ты его заставляешь? Отвечаю, в чем твоя ошибка и заблуждение в этом. Ребенок, я не знаю, что у него в голове. Я не Бог, я его не создавал, понимаешь? А Бог знает, что у него, не только знает, что у него в голове, но он еще... Какая разница? Ты же не заставляешь его. Его оставь, ты сравниваешь человека с Богом. Опять-таки твоя ошибка в том, что я не знаю, что у ребенка, он может под машину попасть или что-то. А Бог, создавая тебя и твое устройство выбора, и которое тебя заставит выйти на середину дорогу у тебя, чтобы грузовик стоял, он в момент, когда тебя создает, он знает, что это уже произойдет. Догоняешь? Вот. Не сравнивай. Все согласен. Согласен. Дальше смотри. То, что он знает, говорит ли о том, что он тебя заставляет? Знает, заставляет. Он создает. Этот Бог тебя именно таким образом создает. Тесла, свободи. Этот Бог таким образом тебя и создал. Нет. Таким образом не создает. Нет. Подожди. Тесла, вот Ислам говорит. Тесла, один момент, знаете, просто. Вот в этой теме. Нужен, подождите, в этой теме нужен хадис, я сидят десятки хадисов могу полностью еще когда в чреслах отца находится человек, ему предписывается, его полностью риц, его ожил, то есть его все предписывается, я могу себя полностью. Срок его. Нет, конечно, правильно, вы должны это приводить, эти хадисы, если об этой теме говорить. Это нет, самый фундаментальный, и букчос ючик из фундаментального, она пресиживает аютча. Он может говорить, что
Я жду, но это так бы опять на знание давай сводить. Нет, нам нужно на глубокий уровень зайти. Он хочет глубокий уровень, где вообще засады никуда, ни влево, ни вправо, ни повернуть невозможно. Бог создает все это. Да, давайте, смотрите. Бог создает все это. Ребята. И ты ошибки, и устройство, которым ты выбор делаешь. И создавая, в момент создавания, он может выбрать, то есть сделать его, чтобы он не делал это, а может специально. То есть получается, он специально это делает. Понимаешь? Там нет у тебя никаких выборов. О чем ты говоришь? Никакого, это вообще не так. Нет выбора, вот это ислам не говорит. Ислам говорит, смотри, слушай, хадис говорит ислам. На оригинале говорю. Пророк сказал, саллаллаху алейхи, куллю маулюдин юляду аляль фитра. Каждый ребенок рождается в своем естестве. Каждый ребенок рождается в естестве. В оригинале. Пустой рождается. О каком ребенке говоришь? В этой ситуации нам не нужен Коран. Нам нужно единственное утверждение ислама, что Бог всемогущий. Ты согласен с этим? Что не нужно? Прослушал. Что еще раз? Единственное, что нам нужно для этого, это вовсе не ковыряться в Коране, там хадисы, где на предопределение разбирать. Бог это всемогущий, можно согласен, абсолютно. Да. Всемогущий. Вот, Все, всемогущий Бог, создавая человека, своим всемогуществом знает, как он поступит, и создает его именно таким. Нет, вот знает, это правильно, а создает именно таким, это неправильно. Как это не создает? Он его же процесс создания, он же знает, что он собрался создать. Или ты хочешь сказать, что он не знает, что создает? Ты создал он машину, знает, что он которая потом... Не. Вот которая потом. У нас потом это для человека, который не знает. А тут у нас Бог, который знает, у него нету потом. Он когда создает, Знаешь, почему неправильно? Знаешь, почему неправильно? Потому что изначально человек не рождается алкашом, например. Не рождается алкашом, он становится им. Причем здесь алкашом не рождается? Бог-то знает, что человек родится алкашом. Знает, но не заставляет. Это большая разница. Аллах пишет, болтун. Ты идешь против ислама, значит? Свободи. Ты идешь против ислама. Слышишь? Ты сейчас против ислама, говоря, что есть что-то... Говорят, что-то есть... Подожди. Говорят, что есть что-то против этого. Хулито. Что говоря, есть вне контроля Аллаха что-то. То есть у тебя, оказывается, есть что-то вне контроля Аллаха, которое само решает, само по себе. Ну, как здорово, короче. Ибрахим, вистрелок. Контроль есть два вида в исламе. Это подробно, четко у нас объясняется. Два вида есть контроля. Есть контроль. Есть контроль. Подожди, они оба подвластны Богу. Они оба подвластны Богу. Я вообще-то хотел вас чуть-чуть перебить. Вы сейчас ушли в логику, которая в исламе запрещена. Она же запрещена в исламе, гость? Логика в исламе запрещена? Где запрещена? И этот клиент, Ибрахим. Ну смотри, свобода, Тесла. Если я по логике задам тебе вопрос, Бог всемогущий? Всемогущий. Вот вы из вопроса в вопрос. Okay. Я знаю, что подожди. Нет, не камень, даже не камень. Другой вопрос. Ты говоришь, что есть логика. Вот я тебе говорю, всемогущий Бог, ты говоришь, да, всемогущий. Следующий вопрос. Бог, у него есть начало и конец? Нету. Угу. Вот смотри, он всемогущий. Может ли этот всемогущий Бог создать еще одного всемогущего Бога без начала и конца? Это вопрос, он противоречит самому себе, потому что Подожди, то есть логика... Смотри, подожди. Всемогущий Господь определил, что только Он один, Он так решил, все. Он один будет. Это Коран говорит. Окей, это понятно. Но логику, когда ты на логику сошлешься, там смотрите, ребята, у тебя возникает вопрос. Подожди, дай досказать. Извини, подожди. Смотри, со стороны, если человек нас послушает, он понимает, что вы скачете из вопроса в вопрос, потому что не можете ни одним вопросом меня тормознуть.
Дело в том, что тут тебе неправильные вопросы задали. Свобода. Дело в том, что тебе задали неправильные вопросы. Ты когда такой вопрос задаешь, нужно хадисы подать, которые десятки, и аяты подать. То есть у Букчи должны быть какие-то хадисы, аяты, которые он сразу должен тебе привести. А что решает? Подожди, а вы сейчас говорили о логике. Я тебе просто хочу показать. Логика, вот эта логика, да, человеческая, она говорит, что... Ты меня спросил просто, что логика... Дай договорить. Смотри, логика тебе говорит, что Бог, вопрос, всемогущий, есть у него начало и конец? Нету. Да? То есть Бог в исламе без начала и конца, и он всемогущий. По логике человеческой, следующий вопрос. Может ли он создать такого же, как сам, всемогущего без начала и конца? Всемогущий Бог. Все, ответ такой, смотри. Не может или может? Подожди, смотри. По логике человеческой, ограниченной, я тебе отвечу следующее, что логика человеческая не способна объять действительность Господа. Вот и все. Верно. Почему? Я с тобой согласен. Почему? Я с тобой согласен. Почему? Смотри. Потому что согласен. Логика – плод твоего разума, человека, разума. А у разума это как чувство. Зрение. У тебя зрение ограничено, слух ограничен. Я с тобой здесь соглашаюсь. Окей? Логика в исламе не работает. Согласен? Она ограничена. Могу тебя сейчас... Смотри, буквально коротко, я тебе сейчас выведу, покажу вот этих вот проповедников исламских, что они об этом говорят. Буквально коротко. Мне проповедники не важны, поверь. Когда человек включает свой разум, считает, что он самый рациональный человек в мире и поймет религию разумом, вопреки словам Али, радаллаху анху, который сказал, если бы религия постигалась разумом, то разумнее и логичней было бы протирать подошву. Так ведь? Однако я видел, как пророк, саллаху алейхи вассалям, протирал, делал масс. Пачкается. Ответить на это? Не испачкается. Однако было наведено в религии протирать вверх. В религии нужно что? Следование. Основа в религии – это следование и покорность Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. Эта религия основана на покорности, подчинении, мои братья. Если Аллах прыгать, что мы говорим в ответ? Как высоко. И только не впускайте мысль, типа «мне нужно разложить все логически». Хабиби, валлахи, логика подойдет, чтобы установить существование Аллаха. Что касается веры или же в общении с немусульманином, можно предложить ему прибегнуть к логике, чтобы закрепить существование Бога. Но как только вы это установили, после того, как вы установили существование Бога, и вы установили, что Аллах Азза ва Джаль существует, и что у него есть Писание и посланник, то теперь куда можно прибрать логику? Куда мы убираем логику? Хабиби, просто отложи логику в сторону. Мы уважаем логику, но в исламе преобладает не логика, а покорность. И Али ибн Аби Талиб сказал очень важную вещь. Он сказал, что если бы ислам был основан на логике, то мы бы протирали нижнюю часть своих носков, а не верхнюю. Теперь прокомментирую. Так, вопрос в чем? Давай вопрос. Слушай. Вопрос в том, что все вот эти вот религиозные деятели, и мы сейчас с тобой сами разобрались, что в исламе нет логики. Согласен? Нет, ислам не говорит, что нет логики или нет разума. Нет. Смотри, еще раз задаю ислам вопрос. всего лишь говорит... Всемогущий. Подожди, дай ответить. Ты культурный. Ислам не говорит, что нет логики или нету разума. Ислам говорит, что логика и разум человека не должны стоять выше откровения. Все. Эти ребята тоже об этом же сказали. То есть, подожди, Бог сейчас свободен сам минуту, дайте я с ним поговорю. То есть вот эти два это балабола. То, что они говорят, что логики в исламе нет, что Али сказал, масса надо вот это протирать ногу не снизу, а сверху. Хотя по логике пачкается внизу нога. То есть вот это ты отвергаешь, да? Это просто балаболы. Это не обязательно балаболы. Смотри, я тебе объясняю, что они сказали. То, что сверху надо протирать,
Они говорят, возможно, человеческая логика скажет, что нужно протирать снизу, но ислам говорит, что нужно протирать сверху. Поэтому в этой части логику отключаем, потому что ислам сказал протирать сверху. Все. Все, я согласен с тобой. Вот к этому я хотел прийти. То есть в исламе нет логики, в исламе есть покорность и следование. То есть ты как бы либо принимаешь религию, либо ты там начинаешь, вот это так, Бог почему сам камень не может создать, который не мог бы поднять, или почему он такого же, как сам всемогущего, без начала. То есть логика там не работает, тебе приходится ее отключать. Ну, уважаемый, Вот, например, смотри, подожди, я просто прокомментировал еще, ничего я не сказал в один момент. Это вступление у нас с тобой, да, вот я интересуюсь просто. Вот я профан в религии, да, например. Я не знаю арабского языка. Ты исламский ученый? У тебя вот короткий вопрос. Я не ученый. Окей, спасибо, баркаллах. Смотри, я, например, профан, не ученый. Да, я знаю вот эти моменты про логику, не про логику. Может, больше тебя слышал. Я в джихаде участвовал. Я все эти предписания, в отличие от многих людей, от многих балаболов, следовал многому, да? Да, ну, сегодня вот эти вот дерьмо, которое я вижу, я не могу, к сожалению, ему следовать. И я нарушаю вот эти предписания, потому что моя человеческая природа и логика не позволяет мне опускаться на такой уровень. Дело в том, что вот у меня здесь возникла теперь проблема. Почему? Потому что если я отключу эту логику и какие-то свои вот эти там мысли, да, или свои понимания человеческие, потому что мне все вот эти вот религиозные деятели, они говорят, что у меня грязные мозги, ислам надо понимать пониманием имама Шафи, имама Малика, имамом там, Ханафи, короче, и Ахмад бин Хамбаль и так далее. А у меня грязные мозги, потому что я как бы вообще тупой профан в этом деле. Я просто должен следовать как бы и подчиниться религии Аллаха. И вот у меня теперь вопрос возникает, вот как ты вот тоже не исламский ученый, я тоже вот не исламский ученый далеко. Но я не могу понять, вот какие вот эти алимы, то есть у меня грязные мозги, я сам не могу ничего понимать, я должен ссылаться на имамов. Но каких имамов мне выбрать, вот в чем вопрос теперь возникает у меня, да? Вот кому мне следовать? У нас есть хабашиты, у нас есть салафиты, у нас есть суфии, вот которым я как бы там большую часть тоже посвятил в своей жизни, вот это суфийским учением. У нас есть му'тазилиты, у нас есть алавиты, у нас есть шииты. И вот так по списку можно это продолжать, да, там тарикат, тиджания, там и так далее. Вот это вот вся вот эта вот движуха. Если я не араб, не знаю арабского языка, я не ученый, у меня грязные мозги, я должен только следовать и покоряться исламу. Вот как мне теперь выбрать, кто из этих балаболов, ну, для меня сегодня, вот двоих я тебе показал, еще 25 я тебе могу сейчас показать. Как мне вот правильно, кому мне следовать? Вот хабашитам мне следовать, суфиям следовать, вахабитам мне следовать, салафи. Кому следовать? Вот как ты в этом дерьме, извиняюсь, всем разбираешься? Вот как это сделать правильный выбор теперь? Просто научи меня, чтобы я чуть-чуть на правильный путь стал. Хорошо. Здесь, к сожалению, отчасти я с тобой согласен. Согласен в чем? В том, что ислам несправедливо разделили на некоторые измы и иты. Некоторые невежественные люди по своим страстям. И сегодня людям разобраться, из-за этого бывают какие-то сомнения у них и так далее, как у тебя, например, сейчас. Куда, в какой ит податься? Первый ответ такой, что, во-первых, любые измы и любые иты в исламе запрещены, это харам. Какой довод? Аллах в Коране говорит, не разделяйтесь
на шиа, разные шиа и группы, фирки. Не разделяйтесь, все, коротко. Вот вы говорите, не проповедую, я стараюсь не проповедовать. Дальше. Не разделяться. Это, во-первых, все харам и запрещено. Как разобраться? Если у тебя искренне ты желаешь именно следовать тому, что от Господа пришло, именно этому следовать, тогда ты ищешь эту истину, ищешь. И тебе нужно именно, чтобы люди говорили тебе из Откровения, из Корана и Сунны. Это первый критерий. А второй критерий – не посвящали тебя в какие-то измы и иты. Вот если тебе говорят, что ты должен быть ханафитом, или ты должен быть суфистом, или шиитом, все, с ними они тебе не друзья, тебе нельзя туда. А если тебе говорят, Аллах в Коране говорит, откуда ты это черпаешь, вот то, что ты сейчас сказал, откуда ты это черпаешь? Это я черпаю, давно ислам изучаю, потому что. Это я тебе не говорю сейчас. Откуда ты это черпаешь? Вот мне вот эту искру дай, чтобы я зарядился, и чтобы я мог тоже, как ты, выбирать, чтобы понимать, за кем следовать, какого из балаболов слушать, кто из них прав. Кстати, к тебе вопрос. Ты салафит? Нет, я не салафит. Я же говорю, что я не разделяюсь. Я не разделяюсь. Я никаким итам не отношусь. Абсолютно. Никаким итам не отношусь. У тебя что, свой новый ислам? Нет, не новый. Аллах мне сказал в Коране, «Саммакумуль муслимин», будьте мусульманами. Все, я просто мусульманин, все. Никаким итам не отношусь к себе. Подожди, а какого балабола ты слушаешь? Я не понял. Ты что, у тебя особо свое откровение какое-то от Всевышнего? Не, ну видишь, ты небрежно разговариваешь. Я не слушаю балабола, во-первых. И я думаю, не подобает так мужчинам разговаривать. Ладно, какого из вот этих вот проповедников ты слушаешь? Я не пойму. Ты исламский ученый? Ты? Я слушаю. Я многих слушал, очень многих слушал за свою жизнь. Я слушал 50 разных ученых за свою жизнь. И из них я выбирал то, что соответствовало Корану, а то, что противоречило Корану. По каким критериям? По каким критериям ты выбираешь? Аят и достоверный хадис. Если мне говорят, я следую. Откуда ты знаешь аяты и хадисы? Какие трактовки? Кого? Ибн Касира? Или же других вот этих трактовщиков? Без разницы. Ибн Касира, Джарира или Бадави и так далее. Без разницы. Если там написано то, что... Кого? Свобода. Подождите. Извините, пожалуйста, я человек, который следовал вот этому делу, который посвятил, у которого много погибли друзья на этом пути, да, там, отстаивая вот это дело, который многим пожертвовал. Мне теперь надо понять, это что за хренотень, короче, что это нас тут обводили все время вокруг пальца, что ли? Я просто хочу понять, что происходит. Да, водили вокруг пальца. Подожди. Мне нужны критерии. Ты говоришь, что ты не исламский ученый. Раз. Ты говоришь, что вот эти вот религиозные деятели, да, ты как-то каким-то образом вычисляешь, кто из них прав, кто из них не прав. И как-то оцениваешь их. Ты каких вот этих ученых слушаешь? Салафитов, хабашитов, шиитов? Кого ты слушаешь вообще? Хоть одного назвать можешь? Я слушал и салафитов слушал некоторых, и ханафитов слушал, которые и шафиитов слушал некоторых. Разных людей слушал. Вахабитов слушал тоже. И из них сейчас я могу совершенно точно сказать, из тех, которых я слушал, я могу совершенно точно сказать, у кого слова соответствовали тому, что Аллах говорит, а у кого не соответствовали. Вот это сейчас мое положение в данный момент. Подожди, ты, значит, говоришь, что вот эти вот, например, хабашитские шейхи, это балаболы, да? Которые полностью знают Коран наизусть, которые изучали хадисы, и которые полностью и тафсиры знают, да, и изучают вот это дело годами. И вот эти их шейхи, это балаболы, да, или салафитские.
Я не знаю, ты просто кто, я не пойму. Иногда доходит до уровня балаболов, иногда доходит до уровня балаболов. Ну, как нам определять, вот простые люди здесь, вот ты там не исламский ученый, но ты там частично ученый какой-то, уже выяснилось, что ты там аяты знаешь, хадисы, оказывается, можешь даже по этим сопоставлять как-то. То есть дело в том, что вот простые смертные здесь люди, не исламские ученые, которые выключили логику, как им вот эти имамы говорят. То есть грязные мозги выключили. Могу показать, где имамы высказывают, что у вас грязные мозги, вам нельзя, религию надо не вашими грязными мозгами понимать, а пониманием вот таких ученых, как имам Шафи, Малик, бин Хамбаль и так далее. Все, Ибрагим, я понял твой вопрос, я понял. Ага. Да. А этот колодец. Смотри, во-первых, как определить, куда податься, у тебя еще нет знаний и так далее. Во-первых, Аллах, нам нужно следовать там, смотри, мы искренне приходим, нам нужно следовать тому, что сказал наш Господь, правильно? Все, поехали дальше. Ты приходишь к одному какому-то ученому, неважно какой он, кто тебе попался, из твоей деревни, из города, там, мечети и так далее. Он тебе говорит, вот намаз надо вот так вот читать. Ты начинаешь читать. Если он тебе сказал неправильно, на тот момент, на уровень твоего познания и на уровень твоих возможностей, Аллах тебя будет спрашивать вот ровно настолько. Все. Дальше, если ты узнал, что он... Ребята, если дальше ты узнал, что он тебе неправильно говорил, ты следуешь тому, Как мне узнать? Исламский ученый говорит правильно или неправильно, который 50 лет учился. Ты сразу это не сможешь узнать. Да, ты вначале можешь неправильно какие-то элементы намаза читать и так далее, но с тебя спрос за это не будет. Смотря для чего ты исповедуешь ислам. Тебе же важно, спрос от Господа или нет, правильно? Тебе же это важно. Это же ключевая цель. Вот смотри, у нас в Чеченской Республике есть официальный муфти, которого назначили из федерального центра. Он является муфтием села Межуиф, есть такой. Вот этот человек, он проповедует религию, и он рассказывает, что приводит хадисы, приводит аяты и говорит, что надо следовать зикрам, вот этим, что надо, вот этих эулия, их, как бы, о них тоже аяты приводят, да, что там всегда в обществе там существовали и будут существовать эулия. И ссылаясь на это, он говорит нам практиковать именно вот это вот, суфистские вот это вот учение. Вот ему надо мне следовать или как? Первое время, когда ты пойдешь, у тебя так получится, скорее всего, что ты будешь следовать тому, кто вот ближе, и в частности, может быть, даже ему. Я тебе не говорю, что так надо, я тебе говорю, что так будет, но один момент очень важный. Вот смотри, человек изучает то, вот в чем ему вот интерес есть. Например, ты хочешь миллион заработать, ты изучаешь разные инструменты. Тебе это важно, ты будешь это изучать. Аллах просто так отправил. Если тебе важно именно заслужить довольство твоего Господа, ты должен этим позаботиться, как-то это изучить. Ты должен критическое мышление иметь. Хорошо, тебе этот сказал суфист, аулиям надо там преклоняться. Хорошо. Ты вначале, и потом ты думаешь, ага, даже если ты на тот момент начал это делать, возможно, твой Господь тебя не взыщет за это, но ты должен быть в поисках истины, ты должен сверять с тем, что другие говорят насчет этого вообще. Ты должен сверять. А когда ты заходишь и начинаешь сверять, ты понимаешь, что то, что тебе Подожди. Вот я сверил. Смотри. Я сверил. Муфти говорит, что приводит хадисы про аулия. И он говорит, что взывать к ним – это ничего такого. То есть ты у них не просишь, а там просто взываешь к ним, чтобы они как бы помогли. То есть это люди, которые между тобой и Аллахом, и святые,
И даже, короче, там приводят, сейчас я навскидку не помню вот эти вот моменты, да, которые тебе предписывают это, позволяют. Другой исламский ученый, он говорит, что это категорически харам, запрещено. Тоже приводит свои аяты и свои хадисы. И как мне теперь определить, кто из них прав, кто виноват? Мне там логику надо включить? Или что мне надо там включить? Все. Всегда есть та точка, в которой ты больше всего склоняешься на основе своей искренности. Если ты склоняешься по страстям, например, предположим, этот муфтий, который тебе говорит, что можно, он с твоего села, а тот, который говорит нельзя, он, например, с соседнего села, но ты понимаешь своим разумом то, что он говорит, это как-то более убедительно, это более правильно, ты понимаешь это. Но ты склоняешься к тому, что к своему селу. Вот тогда ты попал в заблуждение. А если ты склонился... Подожди, Тесла, подожди. А где это сказано, что я должен склоняться к тому, кто в моем селе? Вот откуда ты черпаешь вот эту мудрость? Ты можешь мне объяснить? Я тебе и не говорю, что... Я тебе наоборот говорю. Если ты склонился к тому, что в твоем селе, значит, ты ошибся. Потому что ты выбрал по страсти своей, по своей просто приверженности к чему-то, к нации, к селу там и так далее. Это заблуждение, это ошибка. Кто это говорит? Как это выяснить, что это заблуждение, если ты туда склонился? Вот, например, у нас есть ваххабиты в Чеченской Республике. Скажу. Салафиты, да? Джихадисты там. Они говорят мне, что надо делать джихад, что маулид, зикр – это бида, что нельзя это вообще проповедовать и держаться этому. А вон там, в соседней республике, где-то есть какой-то, например, я не знаю, в Дагестане, там, Ингушетии какие-то, Ингушетии там Бат-аль-Хаджи есть, короче, суфийский вот этот тарика. Он говорит, что, например, ты не можешь как бы быть милостивым, то есть испытывать жалость, когда у человека произошла беда, он говорит, ты не можешь испытывать жалость, потому что Бог Всевышний, который создал людей, он какому-то человеку дал, чтобы ему с ним случилась беда какая-то, там в аварию он попал и ходить перестал. И если ты испытываешь к нему жалость, вот этот Батал Хаджинец говорит, то ты как бы ставишь себя выше Всевышнего Аллаха, который ему вот это вот, как бы, вот такую ситуацию создал, да? И ты, когда начинаешь его жалеть, то ты милостивый, как бы, Аллаха получаешь. То тебе нельзя, ты как бы не можешь, не запрещено тебе жалеть. Вот теперь мне этому Батал Хаджин своего слушать, или вот этот, который в моем селе, который говорит, надо джихад делать, против этих украинского ЛДПР, вот Украина, ЛДПР западный. Против него он мне говорит джихад делать. Но при этом он говорит, что нельзя суфийские обряды, там зикры делать и маулид. Вот кого мне из них слушать теперь? Еще раз говорю. Вот смотри. Во-первых, что касается вопросов жизни и смерти, это очень кардинальные вопросы. Здесь надо максимально быть осторожным. Если тебе кто-то говорит идти себя или кого-то взрывать, ты должен 50 раз сесть, подумать и сравнить с тем, что другие говорят. Если... Это где сказано? Это кто говорит? Это откуда ты взял? Потому что Аллах говорит в Коране, Он говорит, следуйте тому, что ниспослано от вашего Господа, и не следуйте за другими аулия. Вот так и говорится прям. Не следуйте за другими, Подожди, мне вот этот алим, который 50 лет учился, он мне говорит, что религию нельзя понимать твоими грязными мозгами, ты вообще дурак, неученый. Тебе надо сопоставить с хадисами, с тафсирами, с фетвами ученых. И только тогда ты можешь понимать не твоими грязными мозгами, а пониманием ученых, как имам Шафи, Малик и так далее. Как ты откуда эти выводы можешь делать? Вот это я не пойму. Здесь два момента. Первый момент такой, то, что они говорят, это не означает конечная инстанция, конечная истина. Это первый момент. А второй момент – это твое понимание. Откуда ты это черпаешь? Опять я, не могу я понять. Опять ты какие-то вещи говоришь. Ты алим?
Я же сказал тебе, что я не алим уже, подожди. Смотри. Первое. Второе, это твое неправильное понимание. Я тебе объяснил, как их нужно правильно понимать. Они не говорили, что логику и разум нужно совсем убирать и отключать. Это невозможно. Нужно их поставить на свое место, не ставить выше того, что сказал Аллах. Почему? Потому что твои логика и разум ограниченные. Если я включаю логику, то логика мне говорит, что Аллах всемогущий, без начала и конца. Логика говорит, может ли он тогда создать... Логика говорит, у меня спрашивает, задай ему вопрос Аллаху, может ли он создать такого же всемогущего, без начала и конца. Тут моя логика вообще в ступор входит. То есть все, замыкание происходит. Это что такое? Вообще там тупняк получается полный. Салам алейкум, Ибрахим. Подключи Абу София, брат. Подключи его, он тебе ответит на все вопросы. К сожалению, я еще раз вынужден повторяться, то, что твоя логика – это ограниченная вещь, и она не может объять Господа. Она не может объять его. Вот, поэтому я не могу теперь, вообще я в ступор вошел. Какого из алимов меня слушать? Как вы выбираете этих алимов? Мне шахабашита слушать, мне суфия слушать, мне вахабита слушать? Или 50 лет мне учиться исламу, чтобы его понять, чтобы правильно, чтобы вообще мусульманином стать? И после этого мне нельзя, я только должен следовать алимам, таким шейхам, известным как имам Шафи, Малика, только их мозгами я могу понимать ислам, а мои грязные мозги не понимают. Человек зашел, послушай, пожалуйста. Ибрахим, с видео я этнон, это была, бисмилlah, халатин видео, выборах лехтери. Ну и тем, добейте это, халатю. Ибрахим, эту тему добьешь, Абу София тебе ответит, брат. Пусть он отвечает, да? Пускай хоть Абу Марьям, я здесь. Ибрахим, брат, вопросы, которые ты задавал Абу Хамзе, по порядку, не смешивай их по пунктам. Задай, по воле Аллаха мы ответим на каждую из них. Можете Аллаха, Ибрахим, включи, пожалуйста, видео касаемо выбора ради Аллаха, бисмилля. Ну, Букча, здесь чуть-чуть другая сейчас же тема. Можно мы потом? Там по делу. Ну, Абу София, я это самое, буквально коротко расспросит здесь один брат, я включил бы видео. Может, это по теме. Включили? Включите? Включили? Подожди, включаем сейчас. Подожди, одну секунду. Не мешай. Любовь Аллаха и Его довольство. Все, что происходит в этой вселенной, все это Аллах пожелал своим вселенским желанием. Вера в предопределение охватывает все это. Она охватывает как благо, так и зло. Все, что происходит в этой вселенной, все это предопределил Всевышний Аллах. Поэтому человек должен уверовать, что предопределение как хорошего, так и плохого исходит от Аллаха. Мы не говорим то, что говорят маджусы этой уммы или маджусы, которые были до них. Они говорят, что раб сам творит свои дела, и что хорошее творит Аллах, а плохое творит раб, и что все дела рабов сотворены, они творят их и предопределяют. Напротив, мы говорим, что все хорошее и плохое от Аллаха субханаху ва тааля. Итак, вера в предопределение – это, как сказал Зейд ибн Сабит, Имран ибн Хусейн и Убай ибн Кааб, а также другие сподвижники, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах, которые сказали: «Ты не уверуешь в предопределение, пока не будешь знать, что постигшее тебя не должно было тебя миновать, а то, что тебя миновало, не должно было тебя постигнуть. Ты должен знать, что предписанное Аллахом обязательно произойдет, и что постигшее тебя не могло тебя миновать, потому что Аллах знал об этом, записал его, пожелал и сотворил. И что миновавшее тебя не должно было тебя постичь, потому что Аллах не пожелал этого для тебя, субханаху ва тааля». Поэтому ученые говорят, что вера в предопределение включает в себя 4 степени. Степень знания, степень записи, степень желания и степень творения. Первая из этих степеней – это извечное знание Аллаха обо всем, что произойдет.
Вторая степень, записанная Аллахом Субханаху ва Тааля, того, что произойдет в хранимой скрижали. Все, что происходит, все это записано Всевышним Аллахом в хранимой скрижали. Когда Аллах сотворил перо, Он сказал ему «пиши», и оно спросило «а что мне писать?». На что Аллах сказал «пиши все, что произойдет вплоть до судного дня». Третья степень – вера в желание Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах пожелал все, что ты видишь в этой вселенной. Он пожелал как хорошее, так и плохое. Он пожелал веру и неверие. Он пожелал все это, но из этого не следует, что Он любит все это и доволен этим. Потому что Аллах недоволен куфром для своих рабов. И Он недоволен, когда они совершают нечестие и ослушание. Но Он любит в них веру и богобоязненность, и ненавидит в них куфр, нечестие и ослушание, субханаху ва тааля. Однако... Все, куда делся этот чувак, который нам утверждал, что говорят, знает, не знает. Вот разъяснение. За все отвечает Аллах. Он и сотворил-то и плохое, и хорошее, и куфр, и не куфр также сотворил. Вы хотите это вопрос разобрать? Это Мяцон сбег, он понял, что ему это... Вот Абу София вместо него. Абу София вместо него, можно ему переадресовать. Давайте перепасуем Софию. Я слушаю вопрос. Зачем? Давай повторим. Бухчо, ты можешь повторить ему? Только покороче. Хорошо, Аслан. Абу Суфия, ты согласен с тем, что Аллах сотворил все на этом свете, в том числе человека, его выбор, его свободу воли, его мозги, как он что будет решать? Абсолютно все, до последнего. Я не знаю, атома и до последнего. Даже человеческие желания, которые он воплощает, это да, тоже сотворено по воле Аллаха. Согласен ты с этим утверждением? Согласен. Зачем? Тогда вопрос, зачем Аллах спрашивает за своих рабов или за то, что он сотворил, за свои же действия пытается спрашивать на них на страшном суде? Зачем ему нужен страшный суд или вообще суд? В чем смысл такого суда, если он сам это все сделал? Смотрите, отвечаю. Я сейчас буду отвечать. И отвечая на ваш вопрос, я могу ответить и правильно, и неправильно даже. То есть я имею право на ошибку тоже. И когда я буду отвечать на ваш взгляд неправильно, то вы не будет правильно с вашей стороны перебивать меня, так как я имею право даже на неправильное мнение, неправильную позицию. Потом, когда я закончу, опровергните меня. Хорошо? Да, мы можем. Только ты не должен нам, во-первых, просто предупреждение, ты не должен проповедовать нам. Хорошо. То есть нам это не нужно, раз. И второе, даже если, согласно исламу, если мы даже тебя прервем, это все тоже по воле Аллаха будет. Конечно. Смотрите. Во-первых, сам факт того, что у вас такой вопрос возникает, вообще у человека возникает вопрос, почему тогда Аллах или Господь сделал так и так далее. Вот сам факт того, что такой вопрос возникает, является очень сильным доводом, очень сильным признаком того, что человек не понял вообще, что такое божество, что такое Аллах, что такое Господь. Понимаете, когда человек понимает, познает Господа и понимает вообще смысл Господь, Создатель, у него такой вопрос не может никак возникать. Потому что, смотрите, Господь – это такая вещь, такой, не вещь даже, вот, который в Коране говорит, смотрите, «Куль аль-хакку мин раббикум, фаман ша'a фалью'мин, ва ман ша'a фальякфур, инна а'тадна лил-залимина наран ахата бихим сурадиқуха». Скажи, о Мухаммад, истина от вашего Господа пришла в виде откровения. Кто хочет, пусть верует. Кто не хочет, пусть проявит куфр, неверие. Ибо воистину мы уготовили для беззаконников огонь ада. Огонь ада, который со всех сторон их окружит и полностью их обожжет.
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء Не كالمهل. проповедуйте, я сделали предупреждение, не проповедовать. Нет, это мой ответ. К чему я веду, ты не понимаешь пока. Я не должен отвечать. Тесла, буквально одну секундочку, тоже предупреждение вот гостю. Просто номер аята, суру, которую приводите, чтобы сразу можно было 18 сура, 18 сура, 25 аят. Но вот это на оригинальном языке абсолютно нет никакого смысла. Сразу перевод. Благодарю, Бархалла. Смотрите, когда вы утверждаете и говорите, что нет абсолютно никакого смысла, это неправильно с вашей стороны, неграмотно. Вы скажите, я не вижу никакого смысла. Номер суры и аята. Все, больше нам дальше не интересно. Мы тоже можем это читать на арабском, на индийском. Ибрагим, я не могу предугадать все то, что тебе и тебе подобным интересно. Поэтому тебе модераторы делают предупреждение. Не надо время тянуть, не надо тянуть время. Просто на русском языке говоришь номер. Нет, я не говорю. Я говорю так, как я хочу говорить, так, как я считаю правильным говорить. Вы не имеете права мне указывать. Нет, ты сейчас хочешь как бы создать ситуацию, из которой хочешь как бы закрыть вот этот разговор, да? Это, если хочешь, конечно, ни в коем случае. Смотри. Подожди, перестань. Мы зря порядком. Смотри, мы зря тратим время. Просто на русском прочел, сказал номер аята и все. Я не прочел. Больше он говорит, сразу перевод говорит, чтобы мы зря не слушали арабскую речь. То есть ты крадешь время этим. Вы здесь очень долго ерундой страдаете. У вас время вообще не... Я вижу, что вы свое время вообще не уважаете. У вас нет ценности времени. Это второе предупреждение. Не обсуждай, что мы тут делаем. Тебя просто попросили не проповедовать. Арабское это проповедование. Ты сидишь там и нам проповедуешь. Это не проповедование. Просто номер аята и перевод сразу нам говорит. Это то, как Аллах не спаслал данную речь. Почему я должен ссылаться на перевод того, с переводом которого я не согласен вообще? Понимаешь? Я не согласен с тем, зачем ты переводишь? То есть ты неправильно переводишь, да, после? Я как раз таки правильно перевожу. Ну так сразу переведи, ты не можешь говорить это сделать? Да, просто переводи и все. Абу София, просто тебе ничего не говорят. Время давай не тратить, потому что ты валь-балай, валь-хабай, валь-кубулли, короче, это неинтересно. Это каждый может для себя взять Коран и посульно читать его. Это не проблема. Нет. Ваша просьба отклонена. Я не понимаю вашу просьбу. Давай мы тебе вопрос зададим, так чтобы у нас есть киллер аргументы. Я приступил к тому, чтобы ответить на ваш вопрос. Ладно, пусть ответит, раз он... Ты полчаса нам читаешь арабские тексты. Это не ответ. Время ты отнимаешь. Вот вы сейчас своей ерундой время отнимаете. Дайте мне, давно закончил бы я. Дайте сказать. Я уже закончил бы давно. На первый раз оставь, пускай. Да, 30 секунд тебе. Заверши тогда свой ответ якобы на наш вопрос. В общем, хорошо. Одну вещь вы должны понимать, что большая часть ваших возражений, причиной этому является неправильный перевод. Поэтому мы не читаем переводы, читаем оригинал откровения и переводим правильно, как есть, дословно, каждое слово. Понимаете? В общем, смотрите. Все мы являемся творениями Господа. Аллаха Азза ва Джалля. И как Аллах сам в Коране говорит, «Ла юс'алу амма яф'аль ва хум юс'алун». У Аллаха никто не имеет права спрашивать, потому что Он Господь. Никто не имеет права спрашивать о том, что Он делает. А Он у каждого будет спрашивать. Потому что Он Господь. Он Господь. Смотрите, вот Господь, да? Вы же верите в какого-то Господа. Этот Господь, Он на то и Господь, что Он может взять, сотворить каких-то людей, какой-то народ,
Даже без ничего взять и в ад их бросить. И кто ему что может сказать за это? Вот скажите. Вы ведете разговор, смотрите, вы ведете разговор так, как будто вы наравне с кем-то можете оспаривать что-то. В то время как вы являетесь такими... Ответ понятен. То есть Аллах делает, что пожелаешь, и это не ваше дело его мотивы выяснять. Этот ответ нам много раз за тебя. Подожди. Ты ответил на вопрос, дай нам прокомментировать. Мы забудем начало твоей речи, если ты так длинные эти будешь пояснения делать. Мы поняли. Нет, длиннее вас никто не разговаривает. Мы поняли твой ответ, из этого вытекает следующий вопрос. Ты говоришь, кто вы такие, чтобы спрашивать у Аллаха, зачем он это делает? То есть мы поняли это. Теперь я тебе задаю вопрос. Кто ты такой, который за Аллаха отвечает? Если за Аллаха нельзя, с Аллаха нельзя спрашивать, то и говорить от имени Аллаха нельзя, так ведь? Ну, я же своими словами не отвечаю, я вам аят из Корана... Нет, ты говоришь от имени Аллаха. Как это? Кто вы такие, чтобы Аллаха спрашивать? Нет, ты каким местом своего тела слушаешь меня? Я тебе говорю, Аллах в Коране говорит... Ты каким местом думаешь, садясь на трон Аллаха, Аллах в Коране говорит... Что Аллах думает, что ему хочется, да ему это хочется, он это... Нет, ты сейчас слушай меня, внимательно слушай еще раз меня. Подождите. Кто ты такой, чтобы объяснять мотивы Аллаха? Вопрос тебе. Отвечаю. Хорошо. Как раз таки, если бы я объяснял бы мотивы Аллаха, то ты мог бы такой вопрос мне задать. Не было бы это глупым с твоей стороны. Однако я не сказал ни одно слово про мотивы Аллаха. Я сказал, что Аллах в Коране говорит, что сам Аллах в Коране говорит: «Ля юс'алю амма яф'аль, ва хум юс'алун». Номер. Можно. Никто не имеет права у Аллаха спрашивать о том, что он делает и почему он делает. Но Аллах Азза ва Джалля сам спрашивает у кого хочет, за что хочет. То есть и каждый из них будет спрашивать. Мы поняли. Это 21. Мы это поняли. Мы это поняли. Какой ты не повторяй. Дай мне сказать. Дай мне сказать. Молодец. У него переспросили, он поэтому отвечает. 21 сура, 23 аят. Сура пророки. Я тебе всего лишь слова Аллаха передаю, я тебе от себя не говорю про мотив. Аллах сам так сказал. Да, не Аллах сказал, а в Коране так написано. Подожди. Да, Коран. Другого источника у тебя нет для подтверждения. Теперь тебе вопрос. Давай я тебе интересный вопрос задам. Сура 2, корова, аят 178. Прочти его нам. Прочитай аят. Да, аят 178. Ты же, поскольку сошлешься, что перевод неправильный. Еще раз. Да, в оригинале. Еще раз скажи. Перевод нам сразу можешь. Еще раз скажи, еще раз. Сура корова, аят 178. Сейчас, секунду. Молодец, Ибрахим. Тесла и Вячаш, того просто про кисас, про возмездие. И вопрос в чем? Вопрос возникнет, когда мы его прочтем. Тебе на арабском прочитать оригинал и перевести, или же перевод Кулиева? Переведи. Я проверю, правильно ты перевел. Я сейчас прочитаю перевод, посмотрю, правильно ли там. Потом... Давай. Да. Смотрите, Аллах говорит: о те, которые уверовали, о те, кто приобрел иман, вам предписано возмездие за убитых. То есть вы можете возмездие взять за тех, кто был убит из ваших. Свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом... Стоп. Дальше можешь не читать. Ты как-то куда-то перешил заб за заба, я так и не понял. Там написано, ты сейчас подтвердишь, если это там написано. Там написано: вам предписано возмездие, свободный за свободного, раб за раба,
женщина за женщину. Правильно? Угу. Теперь тебе вопрос. Значит, в чем виноват раб, которого нужно убить? Что за вопрос такой? В смысле, в чем виноват раб, которого нужно... Представь, что у меня есть раб. Угу. Понимаешь? И вот у моего соседа есть тоже рабы. Я убил его раба. Ага. Он в ответ не может меня убить, потому что я свободный. То есть Аллах предписывает убивать свободного за свободного. Следовательно, он может прийти и убить моего раба в отместку. Может еще бабло взять с меня, конечно, если он не захочет убивать. Но он может убить моего раба, и это предписано в Коране. Чем виноват мой раб? Такие вопросы задаешь, Тесла. Лучше задай Тесла, как пальчик на ташахуде поднимать. Да. Ты можешь эту универсальную отмазку, что Аллах делает, что хочет, на это тоже проецировать. То есть Аллах делает, что хочет, что ты спрашиваешь? Ну, нормально, поехали. Кришна делает, что хочет, Будда делает, что хочет. Они все делают, что хочет. Гичи Маниту тоже делает, что хочет. По этой теме, Тесла, мне тоже вопрос есть. Иисус, Тесла, вот Тесла, Отец, Сын и Святой Дух тоже разделились на три, делают, что хотят. Да, делают, что хотят. Кто такой, чтобы это ставить под сомнение? Интересно. Касаемо вот этого рабства, у меня тоже есть, бисмилля, вопрос. Согласно хадису 200, какой-то там 234 был это, где к посланнику Аллаха подошли и спросили, что будет с рабом, который убежал от своего хозяина, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит, не принимается молитва раба, который убежал от своего хозяина. Вопрос заключается в следующем. Каким образом пересекается духовная связь раба человека, он человек, хотя он и раб, и его богобоязненность, и его молитва с его социальным статусом? Иван Сюгада Литли, Шхаттерин, последующий, вообще вистлава очень вопрос. Компьютер, я говорю. Я говорю, что конкретно это качок созума. Давайте конкретно по поводу этого вопроса. Хадис, о котором ты говоришь, недостоверный. Хадиса там есть, два хадиса. Во-первых, там есть хадис, где говорится, в одном хадисе говорится, он лишается покровительства мусульман, хотя тот тоже мусульманин, раб. В другом хадисе говорится, тоже мусульманин, раб у мусульманина, где Муслим и Бухари в обеих сборниках эти хадисы есть, два хадиса есть на эту тему. И там они достоверны, Аль-Бухари и Муслим, два сборника эти хадисы есть, они достоверные. Ну, он сказал уже, он ответил, что недостоверно. Где? Подожди, что хочешь сказать, что в Сахих Бухари и Муслиме сказано... Что сказано? Еще раз скажи. Не принимается молитва раба, который убежал от своего хозяина. В одном хадисе, в одной версии хадиса. В другой версии хадиса говорится, раб, убежавший от своего хозяина, решается покровительство мусульман. То есть он выходит из ислама. Я спрашиваю, каким образом социальный статус человека, то есть раб, да, раб, господин, это все социальный статус человека. Каким образом социальный статус человека пересекается с его духовной связью и с его молитвой к Богу? Где имам Бухари такой хадис передает, где говорится, что не принимается молитва? Номер хадиса скажи. В разных сборниках разные, 123 и 124, по-моему, в Муслиме они, если я не ошибаюсь. Муслим 123? 123, 124. Или другой версии есть 245 и 244, по-моему, вот так. У меня сейчас под рукой их нет просто, ну, я на память говорю. Google можешь пробить. По этим номерам такого нету хадиса. 124. Букча,
Но сам пробей в Google и покажи им. Там Компьютера кефиры нет, Google я с сделали. телефона сижу, это просто долго будет. Ну, можешь пока ответить на Теслин вопрос, я сейчас найду, я сейчас скину. Бисмилля. Вопрос первого брата, первого человека, как его звали, Тесла, насчет аята. Где он, куда пропал? Ну, сейчас он вернется, можешь пока это сам прокомментировать. Пока он вернется, можно я вопрос задам тоже по этой теме? СМ. Абу София. Сахиб, Можно? Маття, 2.2.8, так, глава 31, называние сбежавшего раба неверующим кафиром. 2.2.8, 122.68 в скобках. Сообщается, что 1769 душот муслимов, чувак. 1769. У муслима. Allah reis buyursun. Здесь написано, любой раб, который сбежит от своих хозяев, падает в неверие и будет оставаться неверным, пока не вернется к ним. Мансур, один из передатчиков, сказал: клянусь Аллахом, он передавал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Машаллах, Махазум, красиво как. Но я не хочу, чтобы это передавали с моих слов. Ну, тут не проблема. Тут можно вот этот аят, который предыдущий был, никто не имеет права осуждать. Как это правильно был этот аят, Абу София? Понятно, я делаю то, что я хочу, и я делаю, как я хочу. Это же понятно. Да. Ищу тебя. Вот так. Тут наши полномочия заканчиваются. Ты видишь, вывел на экран, да? Сейчас на экране было видно. Свобода. Букча хума эл чуйте, хочешь поговорить? Просто я задал вопрос, жваб дал свобода, фу бисмилля. Абу София, вот брат задал хороший вопрос и ждет, пока ты ответишь. Может быть, Google не от Аллаха, походу. Google от этих кефиров. Свобода. Всякие кефиры придумали. Интернет, Google, телефон. И мудерис, сюда додела, мы дикей, спокойно и. Диктор, И мелоду из хавой тудер. 2.178 нормально. Да, он из-за Тесла стрелянных, про раб зарабатывает туда-сюда. Сейчас он, видимо, там смотрит сейчас. Освободиться свободен. Es izdarīts, tīpaši dēļ, es prosu, vai ищет. Аллах, es prosu еще. 22 чем-то бар, насчет того хадиса, ни под каким номером не нашел этот хадис. Я не знаю, о каком хадисе вы говорите. Что здесь на экране показали, посмотри, ради Аллаха, ламан, худайта, бисмилля. Покажи еще раз. На экран выведет тебя сейчас, брать. Что, показываете? Сейчас, пока он выведет, Абу София, напомни этот аят, где никто не имеет права. То есть Аллах делает, что хочет, и никто не имеет права типа его осуждать. Я сейчас подзабыл точно как. Ты видишь, Абу София, видишь? Вот так, не двигай, подожди.